спирали. Кто начнет? Я их треба робити? Ну, можно забить там за 10 секунд. За 10 секунд. Ну, делают такие рекорды нам. Можно все ж таки не повольно, так как много лет нарковать. То за 10 секунд так ошарашишь, что мы в шоку заткнемся и разойдемся сразу. А кого что было? Гульня и користь. Володя, у тебя что? Права человека и культура, Володя, так само. И у тебя, да? А у кого что еще? Николай. У меня тоже игра и польза, но есть еще знание и история было. А у кого? Знание истории у Ивана и меня. Ну давайте. Значит, один выходит из пары, начинает докладывать, второй свою версию использует сначала для критики, а потом излагает. Кто начнет? Вызывайте по журналу. Нет у меня журнала. Иван. И не будет. А тебя все ждут. Кто тебе? Вот он определился. Ну ладно, я могу почать. Ну давай. А кто там спал в паре? Николай, да? Я, правда, не до конца я их не умею, это типа здесь. Ну, у нас гульня и користь. И скорейшим вариантом тут будет гульня как это. Ядро, а рамка это користь. Вот. И как я докладно заробил КП, вы можете повторить задание? Ну, треба було розглядіти дві речі. Розглядаючи їх поміж собою, розглядіть одну у рамці другої. Розуміючи, що те, що ми говоримо, обмірковуємо і наповняємо змістом, это ядро. Рамка – это то, что говорится про змест этого ядра. Ці з чого виникає цей зміст. Ну, чуть с чего вытекает, не то, чтобы вот. Ну, як зрозуміло, а на прикладі забуду. Ну, як це розворачуюсь, як? Коли ты так намалевал, то тогда ты корысть повинен разважать про корысть у рамках, наполняющих, ну, это понятно с местом, у рамках гульни. Ну, наоборот. Наоборот, да. У наоборот, ну я переработала, наоборот. Ну, ладно, я думаю, раскрывается, походу, люди бачили.
У нас сейчас... Ну, у нас очень это, конечно, недоучно. Ну, давайте, ты Есть, ну, просто это, тут проблема в том, що, ну, воно якби з одного боку відовочно, а з іншого боку воно так понятки не ж, ну, такі, ну, абстрактные, ни до чего не привязаны. И тому, ну, зрозуміло, що є користь, да, якби, і є користь, і у певних ситуаціях тут или, кажется, разглядать, потому что Тимур Вова любит такие ситуации разглядать. Ну, Может кто-нибудь памятает выказывание, афоризм, народную мудрость про эти два понятки? Делу время, а потехе час. Ну, еще. Сделал дело, гуляй смело. я еще белорусский, то есть Добре. Что тут рамка в этих выказываниях, а что ядро? Ну, сделал дело, гуляй смело. Давайте Нет, то начнем. есть тут есть скорее этот, ну, детерминизм. То есть дело важнее, игра потом. Ты сначала Нет, тут тоже еще есть там час, время. Ну, Тут да. есть час, и в рамках... В рамках, конечно, час. Ну, да, время. Ну, час, а тут может быть, что там, дело, и потом еще дело более, ну там, забавно. Понятно. Значит, есть время для дела, есть время для игры. Да? Без забавы. Для забавы. Время в данном случае, да, оно тоже выступает как рамка, как фон, да, про него ничего не говорится. Да? Оно вкладывается в содержание ядра, а ядро берется в рамку пользы. То есть говорится, что игра, вот в этом высказывании, вот в этой мудрости народной, как бы, да, говорится, что игра вещь совершенно бесполезная. Ею можно заниматься только после того, как сделана важная вещь. Да. Там потеха не совсем игра. Хотя, з іншого боку, можна сказати, що у кожного є свій час. Стоп. Итак, что значит вот эта потеха? Вот я не знаю, что конкретно значит, но это не равно игра. Здесь Да. дело тоже может быть игрой. Так. Нечто не равно игра. Да. А что может удовлетворять в таком уравнении? Деятельность. Нет, ну это Игра равно игра. Ну, то есть то же самое слово. тавтология, да? То есть, Ну, потеха это что, не игра? Анализ. Может, Часть игры. Делал время, потехи час. Сделал дело, играй смело. Про одно и то же. в Да. общем. Но Как это там- в одном случае говорится потеха, в другом случае говорится игра. В чем с разница? греческого переводили разные переводчики и поставили разные переводы. По-гречески это одно слово, наверное. Потеха это слово тешится, белорусское.
А что такое тешится? Тешится это некую себе Хорошо задоволение проводить такое время. доставлять. Ну да. Недоступно. Есть торопить и тебе приемно. Ну тогда в чем разница? Вот еще раз. Итак, делаю время, потехи час. Отлично. Сделал дело, играй смело. Гуляй. Гуляю. Гуляй. Гуляй. У меня Тоже день. потеха, забава. Нет, ну в этих обеих этих пословицах очевидно противопоставление, да, что есть там дело и есть время без дела. Ну, Все остальное. Не, ну Да. это очевидно, просто я не противопоставляла как бы делу игру и синонимом потехи брала бы точно игру. Вот и все. Я хотела прояснить для себя. Ну вот смотрите, я вам много раз рассказывал, что мы в методологии не даем определений. Да? Но работаем с понятиями. Как можно работать с понятиями, не давая определений? На планете. Насчет это различия. Вопрос подвесили. Следующее. Возможно, я тоже вам не раз обращал ваше внимание на следующее. Что есть некие понятия, для которых существует невероятное количество разных определений. Вот я помню, когда изучал психологию, нас доставали следующее. Мы, там, сегодня наша тема занятий личность. Личность это то-то и то-то, как бы говорится. Но, говорят, существует вообще много определений личности. Вот Чарльз Осгуд насчитал 50. Ни одним не удовлетворился и дал свое 51-е определение. Нахрена понятию 51 определение? 50 достаточно. Смотрите, поговорка. Делай время, потехи час. Делай, играй или гуляй смело. Как бы, да? Мы имеем две разные поговорки про одно и то же. Вроде бы, хотя даже слова разные используются. Да? Мы понимаем про одно и то же. 50 определений личности. Они про личность. Это про субъективное понимание. Есть определение, там какое субъективное понимание. Ну, там значение звучания. Определение, да, претендует на объективность. Нет. Такие значения звучания даются в рамках каких-нибудь там О. Все эти определения только потому как бы не могут удовлетворять того, кто работает с понятием, в отличие от того, как мы поговорку, две разные поговорки можем понимать одинаково, потому что даются в разных рамках. Из разных рамок исходят. Но рамки при этом не обязательно называются. Они восстанавливаются. И они задают, ну, если хотите, они обеспечивают такую голограмму для схемы, для понятия. Они дают выпуклость, многоплоскостной характер придают этим вещам. И мы всегда, что бы ни определяли, что бы ни рассматривали, мы всегда это рассматриваем в определенных каких-то рамках. И когда мы не осознаем рамок, мы с полным головотяпством готовы давать определения. А как только мы начинаем понимать наличие рамок во всем, о чем мы можем судить, мы понимаем убогость и примитивность определений по отношению к сути понятий, с которыми работаем. В данном случае, что является нашим понятием? Нашим понятием является игра. А? И мы должны рассмотреть ее в рамке. Ну, вот что такое польза в данном случае? Если вот мы начинаем говорить про рамку, да? Вот, скажем, в качестве рамок могут использоваться разного рода дисциплины. Нечто мы можем рассматривать в физических рамках, нечто можем рассматривать в исторических рамках, там или еще каких-нибудь. Да? Научные дисциплины по отношению к объектам, у которых там комплексная природа, выступают в качестве рамок. Берем, скажем, не знаю,
кристалл соли. Можем рассматривать, изучать вот этот кристалл соли в физических рамках, можем в химических рамках. Берем что-нибудь, объект, Светланы Ермакович. Можем рассматривать биологических, психологических, а может и физических. Вот если Светлану Ермакович взять и выбросить из окна, она будет падать. Там же С ускорением, известным ускорением, и в общем, можно решать физическую задачку относительно этого. Вот. И если мы это понимаем, то тогда польза, о которой идет речь в данном случае, да, она как бы вот на какую рамку или на какую дисциплину, на какую предметность указывает. Гуманитарно. Ну еще версии. Нет, польза может экономическая. Можно задать. Типа прибыль. Можно. Польза, прибыль. Социальная может. Надо задать с позиции как бы выступающего. То есть он может как бы и личную прагматику внести в качестве рамки. Ну, но это надо вводить. То есть как-то минимально наполнить содержанием рамку. Про результаты, конечно. Итак, я вам рассказывал про определение как гробики для мысли. Да? Я вам рассказывал про бесполезные упражнения в даче десятков определений для разных понятий. Я вам рассказывал про то, что методологи такие крутые ребята, которые круче всякой философии. Рассказывал? Ну, много сказать. Тогда. Вы слышали про такую философию? Прагматизм. Да. Пирс. Чарльз Пирс, родоначальник американского прагматизма, который формулировал по отношению к прагматизму к философии некоторые установки. Ну, например, скажем, в гносеологическом разрезе он утверждал очень простую мысль, с которой прагматизм начинается. Истина трактуется нами как польза. Дальше через это крутилась вся проблематика философская того времени, когда жил, работал Чарльз Пирс. И тогда мы понимаем, что как только мы берем пользу и делаем ее рамкой, мы выходим на прагматический способ рассуждения. То есть, и какая-то деятельность не приносит пользу, значит, это не игра. Но если в контексте пользы, если там какая-то игра там, или ну, какая-то деятельность не приносит пользу, или то, что или не называется игрой. Смотри, если так, то сейчас. Итак, если Чарльз Пирс является философом, может философ рассуждать про игру? Может. Конечно. Почему нет? Почему бы да? Философ это такая как бы вот истота, которая может рассуждать про что угодно. Ну, Чарльз Пирс может рассуждать про игру. Мы, имея в своем репертуаре рамочно-ядерные конструкции, различая рамки и ядра, можем повторить при необходимости все рассуждения Чарльза Пирса. И можем нагородить в течение одного семинара все то, ради чего он прожил свою нелегкую философскую жизнь. Умению, владению рамочно-ядерными конструкциями. Это уметь еще надо. Тренируемся. Но при этом как бы, мы не просто можем это сделать, если мы владеем этими техниками. Мы можем дальше пойти и рассмотреть, например, другую философию, утилитаризм. Слышал про утилитаризм? Утилитаризм – это тоже направление английской философии, не американской, уже английской, возникшее лет на 60-70 до Пирса, и связано оно с
именем Иеремии Бентама. Иеремия Бентам, родоначальник утилитаризма, современник, друг и оппонент Джона Стюарта Милля. Вот он тоже строил свою философию, гносеологию, онтологию, метафизику на основе понятия пользы. Но только не до такого радикализма доходил, как Пирс, что истина определяется нами как польза. А он более скромно говорил, что мир многообразен. Если мы, например, рассуждаем про такую штуку, как игра, то в общем понять ее сущность как таковую мы не беремся, но утилитарные прикладные аспекты игры разобрать готовы. Была еще одна философия, тоже связанная с британскими делами, философия здравого смысла Томаса Рида. Все они делали пользу главной рамкой для рассмотрения всех сторон этого мира. Ну, вот и мы давайте попробуем. Что можно в рамке пользы, в рамке прагматизма в игре. рассмотреть игру? Смотрите, а вот игру ее пытались утилизировать, время от времени в разных сферах деятельности, да? Например, образование. Например, как? Например, образование пыталось утилизировать игру как одна из образовательных технологий. Отлично. Можешь мудрость какую-нибудь придумать на этот счет? Мудрость. Игра полезна для образования. Сначала ребенок обучается, играя, а потом ребенок осваивает жизнь, играя. Да. И потом на этом же строится все использование игры, образование, да, что это тренировочный. Слышали такой афоризм, приписываемый Казьме Прудкову? Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуем. Это про образование, да? Поскольку Козьма Прудков это ироничное, он не в смысле пользы, по-моему. в этом смысле. Какая польза? Что такое бросание в воду камешков? Игра. Забава. Пустая забава. Как это там в этой пословице? Потому что она оканчивается, эта штука, да. именно этими Да, словами. Иначе это занятие будет пустой забавой. Пустая забава. А дальше категорический тезис. Смотри на круги. То есть превращай то, что может быть пустой забавой, в нечто полезное. Очень извращенно, по-моему. Да не, как раз да. У него Заход такой. заход такой. Специфический. Мы уже нагородили кучу всего. Давайте теперь делать доклад про игру в рамке пользы. То стоим корм, да? Круги пошли. Давайте смотрите. Это прям доклад? Да. Ну, на 10 секунд. Ясно. Так, в принципе, то, что было сказано про корысть, это не треба было сказать, да? Нет, тебе надо порассуждать про игру в рамке пользы. Уже набросали. Если Это просто я то, что вдалося, спробую зрозуміти. Это просто, конечно, не було цікаво, але умовно, коли есть там такая штука, как корысть. Мы как-то разумеем, что такое повинно дослаться до чего-нибудь, а потом почесть разжигания. Утилитаризм, что ли, надо сказать? Когда ты пересказал, резюмировал то, что... Не резюмировал, а хочу зрозуміти, на що це було. І чи треба було мені це робити, коли я сам починав розважатися. Ну, давай рассуждаем. Итак, когда мы имеем рамочно-ядерные конструкции, то все содержание
То есть то, что мы вкладываем в функциональное место, да, подлежащего, все сказываемое про подлежащее относится к ядру. Мы кладем ядро, нарисовали, и все, что мы говорим, оно кладется туда. Да, все предикаты там, и так далее, и так далее. Но все, да не все, потому что у нас есть рамка. То есть все попадающие в рамку, не попадающие туда сказано быть не могут, положено быть не могут. Рамка вырезает из всего мира некий аспект, какую-то сторону, какой-то план при многоплановости этого мира, как бы, да, который позволяет нам делать суждения, сказывать предикаты про субъект, про подлежащее. А другие не попадают туда. Ви так зрозуміло, може просто не зрозуміло питання своє сформував. Як почати в ogóle розважати обов'язково нечто сказати про рамку, наповняючу її неким змістом. І коли це обов'язково, що, видать, так, то... Смысл то, что в кухне написано. Да, нет, так, а что ты делать робил Владимир? Или Он приводил тебе вот выставлял, такие приклады? он тебе предлагал разные рамки, ну, Кстати, протокол. Ну, чтобы разное конечно, наполнение рамки. ну, треба рамку наполнить. Ну слушай, ты ее можешь, тебе ее нужно наполнить в любом случае, если ты собираешься что-то говорить про игру. Ну, Этой слушай, рамки. ну, так я и кажу, Но что есть это не рамка, обязательно да, в принципе. проговаривать. Послушай, Она у тебя должна быть. Ты родился в богатой семье. Думаю, что нет. То есть было у тебя, наверное, в детстве период, ну скажем так, не очень обеспеченной жизни. Водила тебя мама в магазин одежку покупать? Может быть, да. Вот когда вы с мамой приходите в магазин покупать одежку, да, ты западаешь на некие красивые ботиночки, например. А мама тебе говорит, красота в данном случае находится вне рамок наших. Мы должны рассматривать полезность приобретаемой вещи. Цену. Для этого у нас есть инструмент. Параметр цена-качество. Соответственно, там, Стразы Сваровский. Не берем. Не берем. Да, а я ей только кажу, что ты не увеличиваешь имиджевые параметры. Ну, да, ты меняешь рамку обсуждения конкретного практического действия. Или когда-нибудь подарок выбирал любимой девушке? Бывало. Ну, или кому-нибудь, да. Вот меня мама, например, учила в детстве ходить в гости на день рождения к каким-нибудь другим детям. Она говорила, понимаешь, какая штука? Вот мы можем выбрать подарок полезный, ну, скажем, там, книга. Но полезные наши, ну, как бы, вот, бедной обстановке, полезные вещи родители сами купят, никуда не денутся. Пользу, ну, поэтому, чтобы ребенка обрадовать, Бесполезно. надо бесполезную игрушку, там еще что-нибудь такое и так далее. Потому что мы не родители. Мне говорили, лучше своим какая. Внимание. Не, или что-нибудь, да, такое. И тогда, это про пользу разговор. Вот по поводу ботиночек, там, по поводу подарка другим детям и так далее. Да? И вроде польза там звучит. Звучит, но звучит рамочно, да? Мы не обсуждаем, а что есть польза. Вот прагматизм Чарльза Пирса, да, очень категоричен. Он истину рассматривает как пользу. И тогда про истину он что-то может говорить, а про пользу, падла, молчит. Если кто-то хочет разобраться с тем, что такое польза, Пирса читать не надо. И вообще прагматизм, как философия, не про это. Про все, что угодно в рамке пользы, да, но не про пользу.
Несмотря на то, что, как это слово приговаривается. Почему я сказал? Рамка приговаривается про ядро. Приговаривается. Понятно, что? Мне назрел план. Говорит, как не просто сказать про пользу, вы же сначала поменяете место. Нет, давай добьем. Дело в том, что, как бы, смотрите, мало нам научиться строить суждения рамочные. Да? А что значит научиться строить суждения рамочные? Это значит прийти и категорично что-то рассказать. Категорично построить, заявить. И когда тебе начнут возражать, отбиваться. Мы знаем рамку, мы знаем, что в этой рамке мы освоились, да, и в этом смысле с полной уверенностью можем утверждать что-то про это. Тот, кто рамок не держит, он уязвим перед любой критикой, потому что из другой рамки критиковали, да, а что делать, у него рамки этой не было. А когда у нас рамка стоит прочно, мы уверены в том, что мы сказываем про ядро. Это одна штука, это одно умение, нам его надо освоить. После этого наступает очередь другого явления. Выворачивание рамочно-ядерных конструкций или переход к мерцанию рамочно-ядерных конструкций. Когда мы можем поменять эти вещи местами и рассмотреть пользу в рамке игры. Но это шаг за шагом, не все сразу. Раз уж взялись вот такую конструкцию, да, игру в рамке пользы, то давайте мы ее и добьем. Ну окей. Ну, можем мы что-то уверенно, категорично, со сталью в голосе провозгласить про игру, имея эту рамку? Ну да. Давай. Одну вещь, что Луня может быть корректной. Игра, наоборот. Вот я выхожу и говорю, коллеги, игра – вещь совершенно бесполезная. Игра безосновательна, бесполезна и так далее. Она как бы естественна так же, как, там, не знаю, Волосы под мышками. например, как ураган, там и так далее. Да? Естественно, для кого? Вот дождь полезен? Да. Каких А может вреден? тоже может быть. Ну, Бывает. ну, Смотри, какой дождь но радиоактивный. как только мы начинаем использовать слова полезно, вредно, мы попадаем в некую рамочную конструкцию. Да, откуда-то мы эти суждения говорим. Да? Так вот, по отношению к игре, а дождь сам по себе, вот если мы рассматриваем дождь сам по себе, мы не можем ничего сказать про это. Только в рамках. Полезен он или вреден, мы можем сказать в рамках. Про пользу мы ничего не говорим. Мы говорим, приписываем полезность или бесполезность этих вещей. Вот все, что мы можем сказать про игру сначала, да, то, что она вещь совершенно бесполезная. Смотрите, а польза ж она вроде как субъектна. Ну да. Без субъекта не бывает никакой пользы. Точно так же еще одна рамка. Зачем? Ну, вот, как приземлить. Нет, ну в принципе можно. И рамочные ядерные конструкции могут быть ведь вот такими, как бы, да? То есть эскалация нескольких рамок. Потом есть конструкции в разных рамках, когда мы комплексируем рамки между собой. А иногда мы вкладываем эти рамки. Да, вот здесь мы говорим тогда, ага, польза, тут появляется относительность или субъектность, да? Относительность. Кладем туда нечто совершенно бесполезное само по себе, значит, нам надо из чего-то
если мы заинтересованы в полезности, из чего-то исходить или от чего-то отталкиваться, чтобы придать полезность или бесполезность какой-то штуке. Итак, про дождь мы понимаем, да? Итак, когда мы занимаемся севом, посадками, дождь это хорошо. Да? А жнивов? Значит, как только мы возникает у нас рамка полезности, мы должны ее конкретизировать. Да. И вот тут уже даже была попытка. Калиновский говорил про образование, да? Можем, ну, мы неизбежно повинны выбрать некий приклад, потому что, в принципе, разворочить некие абстрактные конструкции, это не моя. Ну, только я бы не городил вверх, я бы рамку вниз. Польза остается верхней рамкой. Мы тогда говорим, но пользу вообще-то надо определять. Особенно по отношению к игре. Даже к ботинкам и то надо определять пользу. Так вот, они наоборот все-таки, ну, потому что користь готова, чи користь там даю, это ще бы все-таки користь у рамках, ну, ситуации. Ты же Мы должны рамки оставлять ядра это рамкой. это твое рассуждение, а не так, как оно есть на самом Мы не деле. будем говорить про пользу. Мы будем говорить про игру. Рамки пользы. Да. То есть полезности игры, да? И польза – это то, что приговаривается про это. Еще раз, давайте вспомним. Значит, вот откуда это все когда-то там Просто стрелка сбила, она вот так говорит. Вот зачем вы, Владимир Владимирович, наградили этих много рамок и так далее? Еще Нет, так с одной. Евген сказал, что ему потребна еще одна да, рамка. конечно. Да. Сколько с одной не могу справиться, поэтому дайте две. Дайте две. Ну вот. Ты суждение какое-нибудь содержательное в этих рамках разверни. Хоть какое-нибудь. Дайте мне какую-нибудь ситуацию. Возьми сам. Ну вот, Ладно, дайте возьму- ему возьму ситуацию. Ситуацию. Ну вот чем тебе Козьма Прутков не ситуация? Ну ладно. Сидит человек на бережку, балуется, кидает в воду камешки. Приходит мудрый, но дурной, Козьма Прутков. Говорит, что делаешь? Не видишь, балуюсь. Он говорит, а ты смотри, на круги ими образуют. Круги концентрические и так далее. Баловство превращай в нечто полезное. Какая польза от рассматривания концентрических кругов, образуемых падающими в воду камнями, я не знаю. Но, видимо, Наш Нобелевскую премию. наш Нобелевскую премию это потянет. Понимание физики волка. Сидит ребенок, кубики складывает. Ребенку надо чем-то себя занять. Чем занимают дети как бы, себя? И что-нибудь делают, ломают, разбирают, строят, вертят в руках, пробуют на зуб там, и так далее. Они этим занимаются просто потому, что занимаются. Балуются. Приходит воспитатель детского сада и говорит, о, дети, видите? Вы осваиваете мир. Да, да. И начинает привносить туда пользу. Значит, польза, при этом польза остается непроговоренным. Она как предикат про это проговаривается, сказывается. Да? И должно быть, соответственно, нечто, что придает самому по себе бесполезному занятию где-то полезный характер. Что значит говорить это? Так. У нас еще долго будет. Подожди, Євген, тоді ти встановив все ж таки кропку, з якої ти починаєш свої розвитки. Тобто, що ти візьмеш там? Эту ситуацію, заходную вот эту схему. Ну что еще один?
сейчас Ну. опять свинтит. Ладно. Давайте разглядим ситуацию с кубиком. Доставай. Ми маємо таку з'яву, як гульня. Да? Ми можемо розглядати ось цацкання з кубиками як гульню. Правильно? Чтобы глядеть, ось, мы выбираем рамку, это передвигать кубики. Разве это рамка? Не, рамка же пользы должна быть. Но мы хотим же с гульней разобраться, а не с кубиками. Тому мы берем передвигание кубиков и глядим праз гэта на з'яву гульні. Разумеете? Ну, как разобраться с гульней, мы как бы глядим на ее праз... Ну, и что получается после того, как мы так посмотрим? Мне просто уже интересно. Кубики кладем на место гульни. Чуть-чуть не мешай. Какая разница, что куда положить? Получается что? Что атрымоўваецца? Атрымоўваецца, что мы крыху больше можем сказать про гульню. А что именно мы можем сказать про гульню, глядя на нее через передвижение кубиков? Ну, например. Владимир Владимирович, ну тут не сбивать, мне же интересно. Да, ось, наприклад. То, что гульня – это миссия. Гульня называется локомоторика. Да, то есть Вот смотри, Володя сказал очень интересную штуку. Итак, игра в кубики развивает мелкую моторику. Слышали такое? Да. Ну и как вы к этому отнесетесь? Это типа польза. Хорошо, это, она действительно развивает мелкую моторику? Какие Вот кубики? пластилин развивается. Смотря какого размера кубики. А если на кубиках буковки написать, тогда можно алфавит запомнить. Вот смотрите, приходит в детский сад проверяющий чиновник и говорит: слушайте, воспитатели, вы должны растить подрастающее поколение строителей там, свободного рынка или коммунизма на выбор, там, я не знаю, да? А вы тут чем занимаетесь? Что у вас дети делают? Они Играют. строят Они коммунизм. играют. Дети играют. А вы тут, вы же воспитывать должны, как бы учить. Этот самый чиновник, ты не понимаешь. Дети играющие развивают мелкую моторику. А, говорит чиновник, понял, и уходит. То есть это рамочная херня, придуманная. Ну, из рамки пользы. Конечно, Да. конечно. Потому что взрослые люди, они должны Как-то объяснять. пользу. Да, объяснения принимают только корыстные, прагматичные. Вот как в «Маленьком принце» это обсуждается там, по отношению к Розе, да? Или там где-то там это было. Взрослые, они не понимают, потому что во всем должны видеть там какую-то пользу. А ребенок видит суть дела. Например, в шляпе видит удава, который проглотил слона. Ну, так. ну, А развивает эта игра мелкую моторику или не развивает, никому не известно. мы можем ввести еще рамку. Манипуляции. Зачем тебе? Поймем все, что следует просто из этой простейшей рамочной ядерной конструкции. За это, где еще видно корысть. Ну, где, ну да, польза и игра. В первую очередь у нас здесь игра Вы пропонуете все-таки это запихнуть в ядро, как бы перерисовывание кубиков взять это из ядра. Ну, есть
если это игра, если это баловство. Потому что ведь перекладывать кубики можно и для другого. Вот у нас были занятия этого Герасименко, да, по дизайну. В Летучем университете мы делали. Он просил из всякой фигни, бумаги, пластилина, кубиков, там изготавливать ему какие-то там макеты, что-нибудь. И взрослые дяди могут на полном серьезе в кубики не играть, а делать из них концептуальные макеты, ну, например, геомобиля. А тут мы имеем дело с детской игрой в кубики. Ну, вообще с игрой как ядро. То есть про ядро, про игру, которая лежит в ядре, мы должны что-то говорить, наполнять ее содержанием. Так такая схема, она углубляет користь. Это лишь номером. Ну, перерисование кубиков. Не, ну как это в рамку перерисовано? Нет, ну что, в принципе, можно что угодно в рамку засунуть. Просто В принципе, интересно, можно, но... Как тогда там будет выглядеть игра через эту рамку, ну, в общем... Ну, вот я хочу разобраться. Так а нафига ты это делаешь? Ну, как бы... Задание было какое? Да какой за то, что ты делаешь? Растим грузчика. Этот сам. Смысл? В чем тут смысл? Смысл? Нам треба разобраться с рамочной один конструкцией. И задание Ну, тебе было- хорошо, это я понимаю. Но когда мы кладем в рамку что-то очень конкретное, перерисовывание кубиков, мы кладем в рамку. Да, теоретически, формально, все что угодно можно сделать рамкой. А смысл в чем? А это вы по-взрослому рассуждаете? Нет, я просто пытаюсь понять, в чем смысл делать конкретность, да, полную конкретность. Ну, если Так, конкретно с забава. этими кубиками разобраться можно. Нет, Нет, вот теперь понимаете? смотрите, тут лежит игра, да? Про игру вообще мы мало что знаем, мы вообще ничего не наполнили никаким содержанием ядро. А в рамку выносим что-то гораздо более мелкое, чем игра, гораздо более конкретное. Перекладывание кубиков. Ну, то есть тогда вот из этого более общего игры, да, мы отщипнем какой-то фрагмент этого. А все остальное не будет попадать в эту рамку. То есть мы обрубим эту игру до каких-то там... Мы будем говорить про игру. Ограничим игру перекладыванием. Да. Нет, потому что рамка, она как раз создает пустое концептуальное пространство. Слишком маленькая. Рамка творческая штука, да? Пустое пространство, в котором появляется нечто, подлежащее рассмотрению, анализу, там, проектированию, программированию и так далее. И если мы заужаем это, то тогда мы должны заужаем это пространство, а рамка это то, что про все сказывается, тогда мы должны все в мире начинать рассматривать как перекладывание кубиков. Вот. И тут мы всплывает такая Так штука. вот Водолажская говорит, какое следствие из этого Ну и будет. То есть попробуй. формально Да, можно построить такую ты конструкцию. бы ни разу не попробовал. То есть Ну. ты строишь конструкцию, но ни разу не попробовал ее реализовать, эту Ой, конструкцию. А и смысл уже в том, чтобы это реализовать. чтобы мысль вызревала. Есть такая гульня компьютерная, Майнкрафт, где все есть в кубике. Каждый элемент цвета – это кубик. Вот человек с кубиком становится, Ну. домы с кубиком, трава с кубиком, дождь с кубиком. Ой. И когда мы глядим на гульню для перерисовывания кубиков, ну, в рамках перерисовывания кубиков, мы можем разуметь, что эта гульня может быть корисна детям, які гуляються ось гэта перерисовывание кубиков в этом уявляемом свете у розных по-разному. Как минимум тому, что дети учатся, ну, могут проявлять свою креативность, безудержную креативность и все, что их дитячий гибкий розум может уявить, и они могут это створить в этом уявляемом свете с допомогой этих кубиков. Таким чином, дети не просто фантазуют
у себе у уголового, але ще й можуть пробувати гэта ажыццявіць, подзяліцца гэтым з іншымі дзецьмі, ну і там як-то атрымоўваць такой фідбэк, зворотную сувязь того свету, який ми не робить, на то, что его створит. Ну, то есть развивает мелкую моторику, да? А вот следите, вот про перерисовывание кубиков, да, вот, как рамку, да, вот вы сказали, что это вот, ну, некое такое заужение, да. И я вот тут вот вспомнил про игру пятнашки, которая вот представляет собой вот это перерисовывание кубиков, да. То есть, ну, квадратик. Квадратик, да, там есть один пустой. Там кубиков, да. Ну, квадратики, да. И получается, что, скажем так, вот эти вот игровые действия, да, как бы там редуцированы до как бы самых простых. То есть ты можешь просто передвинуть кубик, то есть ты ничего больше не можешь сделать. Да? Но как бы вот этим вот простым действием ты должен достигнуть некого порядка. Да? То есть как бы смысл в том, чтобы с помощью простого действия ты как бы достигаешь какой-то сложной там... Подождите, блин, куда-то фантазия полетела, и я уже как абсолютно безрамочная какая-то, да? Мы должны осваивать рамочные ядерные конструкции сейчас. А Да. вы фантазируете уже хрен. Я про игру Да. говорю. Про игру что ты говоришь Что в вы этом говорите, месте? да. Да, я В каких рамках? вот в этих вот редукционистских, да, или как, то есть... Георгиевских рамках. Да, то есть... Ну, То есть что смысл- ты говоришь про это? То есть я говорю про то, что как бы игры, то есть, скажем так, да, вот я как бы привык думать про игру, да, это как то, что, ну не знаю, расширяет твои возможности. То есть ты в игре можешь сыграть не того, там, кем ты есть в реале, да, то есть вроде как попробовать что-то. Дима, я тебя не понимаю. Нет, Дима рассуждает, ну, как бы, ядром его рассуждения становится отношение, ну, заданная ситуация. Там, игра в кубики, игра в кубики и игра. И дальше, ну, непонятно, в каких рамках. Абсолютно непонятно. Дима, И что у тебя здесь рамка, а что увлек- ядро, абсолютно увлекшись непонятно. этим самым, обнаружил, что, оказывается, игра может, ну, как бы, не только расширять фантазию, но и редуцировать ее, и понеслось. Вот смотри, из того, что Евген сказал, я понял простую вещь. Оказывается, можно, действительно. Сначала я подумал, глупость, как бы, да, потом, да, я понимаю. Можно задать такие зауженные штуки и сказать, а давайте-ка мы весь мир представим как перерисовывание кубиков. Что это значит? А это значит, что мы можем создать такой виртуальный мир. Ну, собственно, все философы этим занимались. Да? Приходит кто-то и говорит, весь мир это огонь. Ну, отлично. Ну, тогда же ведь... И дальше строит картину мира, исходя Тогда из что в этого. этом Почему мире мир игра? нельзя представить как перекладывание кубиков? Можно. Почему? Но тогда Ну, мы кому-то создаем подожди, тогда какой виртуальный мир. Ну, Ну, по игру-то все равно ничего не не, ну сказано. так задача-то... Конечно, не сказать. сказать, что не сыграл в этом Потеряны мире. сразу же. Ну да. Ну, что вы хотели? Может, я непредвзятно, просто у меня на языке вертится, может быть игра как моделирование, ну, пользы, исходя из рамки пользы, игра как моделирование мира. То есть ее можно рассматривать как ее польза в том, что мы в малом можем ее потом масштабировать до целого. Да, конечно. И в этом смысле, как только вы схватываете эту простую мысль, да, то вы тогда для любой игры, хоть в гляделке, хоть в перделке, ну и так далее, можете придумать развитие мелкой моторики. В каждый раз это будет другая моторика, более мелкая, еще какая-нибудь. Но какую-нибудь херовую пользу вы всегда там увидите. И, собственно, все педагоги, все взрослые люди так и делают. Играют дети в классике. Они придумывают, какую пользу можно... Развивает правую ногу, Да. левую ногу, Да. а также соревновательность. И тогда мы понимаем, как только мы это схватываем, эту штуку, да, и понимаем, какой глупостью занята вся эта педагогика идиотская. Да, потому что в гондон можно всегда на какой-нибудь глобус натянуть. Вот они пользу натягивают на то, что изначально бесполезно. Будем этим заниматься?
Конечно, почему нет? Придумаем пользу. Занятие полезное. Так можно легитимизировать любую игру. Может, это и есть единственное, что содержательно можно сказать про игру, что из нее можно извлекать пользу. Всегда. Ну, то есть, да, что игра по природе бесполезна, но во всякой любой ситуации можно придумать, зачем она может быть полезна. Да? Да. Но обратите внимание, какая штука тогда получается, как бы, да? Что рамка полезности остается рамкой. Да? Про пользу мы ничего не знаем. Мы всякий раз знаем акциденцию или какую-то ерунду, когда приписываем предикат полезности тому, что изначально само по себе бесполезно. А почему оно изначально само по себе бесполезно? Потому что мы приписали предикат бесполезности. Ну, потому что мы для себя установили такую рамку. Мы смотрим на мир через призму пользы. Мы все уподобляемся вот этому пирсу. Чему вольня по замочению Бесполезно. Это как бы... Про что? Чему вольня, типа, бесполезная в принципе. Но это же тоже принцип представления рамки. Ну, так это... Если польза является рамкой, то значит это искусственное. Это искусственное выставление, да? Так же, как там бесполезность могла быть. Тогда мы не можем приписать полезность как натуральное свойство игре, а можем ее приписать только рамочно. В этом вот такая дивная ситуация, что мы ось вещь гуляем, да, и не вёшь еще рамку пользы, мы кажем, что это бесполезно, а вот мы видим рамку пользы, и тогда поглядим на вольню. Да. Да. Но обратите внимание, а что, с дождем не так? А что с дождем? Какой роман? Полезный или бесполезный, да. Нет, с дождем нам по барабану, он идет. Не, А коллега игра тоже идет и идет себе. Мы же не кажем, не ставим такой крышный. Почему? Нам пофигу. Что там, гуляй. Не трогайся на бескорыстные принципы. А пофигу ведь. Нет, но ведь игра... Пофигу, обнаруживает делу время смысл. по тихий час. Да? Мы следим за временем дела. И дело сделано. Играйте себе как хотите. Полезно, бесполезно. Так это как бы изначально кладется, как такая штука. Да, я зрозумів, що ось ця структура цих конструкцій, вона в певному сенсі і змістовна впливає на ядро. Тобто, коли ми виставляємо рамку як користь, то в ядрі ця гульня, вона принципово безкорисна. Тут просто свойство у рамки такое, что туда что ни положи, оно может быть, оно становится полезным. То есть эта рамка такая, она все поглощающая. Вот если взять предел философию. Нет, понимаете, вот тут смотри, Иван, не торопись. Во-первых, когда мы кладем нечто в ядро и нечто выставляем как рамку, мы никогда не можем сказать заранее, каковы отношения между ядром и рамкой. Каково отношение Ивана Веденина с его бородой? Мы эти вещи устанавливаем. Вот, например, объявляется независимость Республики Беларусь.
Приходят люди и говорят: ой, блин, какая херня, никогда не было никакой республики Беларусь, а тут раз и стало. Как бы. Никогда белорусское государство не существовало. Он говорит: пардон, давайте посмотрим в рамки истории на это дело. Да? И тут все начинает играть там иначе. Была история в республике Беларусь? Да нет, блин, ее только вчера объявили. Блин, какая история? Но мы рамку выставили, начинаем устанавливать, выясняем, что история могла быть. Потом рассмотрели дальше, ага, и была, там еще что-нибудь такое. Да? И, между прочим, может быть изначально полезная штука какая-то туда положена. Я не знаю. Но мы сейчас берем игра и польза, да? И мы выясняем как бы. Берем первое попавшееся вот эти суждения. Да? Дело, время, потехи, час, или еще что-нибудь. Да? Берем что-то, от чего мы можем отталкиваться. То есть, вот помните, когда я вам рассказывал про изначальную штуку? Итак, мы имеем функциональное место, да? Пустое. Да? Как мы начинаем с ним работать? Нечто. Нечто, что имеет, ну, как бы вот просто обозначение. Тыкали, ткнули вот сюда. Мы будем говорить про это. Мы спрашиваем, про что мы будем говорить? Ну, например, про игру. Ага. И значит, у этого места появилось имя. Игра. Итак, мы будем говорить про игру, да? Отлично. Про что? Выясним. Отлично. Что про это? Что мы будем говорить про это? Про игру можно сказать все, что угодно. Ведь обратите внимание, когда Водолажская делает доклады про игру, она совсем в таких рамках ее рассматривает. Совсем. Ну, мы взяли рамку пользы. Как только мы надели рамку пользы, мы понимаем теперь, что если мы что-то про это будем говорить, оно будет нести на себе отпечаток пользы всегда. То есть, либо бесполезности, вреда и так далее. Всего того куста представлений, которые с пользой связаны. И тогда говорим: игра в карты – это вредная игра. А вот в шахматы – хорошая игра. Полезная. Ну, в карты можно денежку выиграть. Тоже польза. Вот. И в шахматы. Но суждение мы можем строить и начинать спорить про это. Да? Полезно, не полезно и так далее. Во-первых, полезность всякий раз привносится каким-то образом. Ну, как мелкая моторика. Надо воспитателю оправдаться перед начальством, что он ни хрена не делает с детьми. Они забавляются сами по себе, как бы, да? Бросают в воду камешки. Он говорит: есть польза, мелкая моторика развивается. И, в общем, мелкая моторика, все что угодно. Вот то, что вы начинали говорить, да, это аналог мелкой моторики там, и так далее. Про любое бесполезное занятие. Мы можем такое придумать. Тогда мы понимаем суть вот этих всех как бы прагматических обсуждений игры. Да? Отлично. Придумайте мелкую моторику для урок-деятельности игр. Писать ручки по бумаге. Развитие деятельности с кем писать? Мышление, решение проблем. Вообще, там столько моторики. Его содержание. Накосить бабла. Что, можно и бабло? Не раз ничего не рассказала. Но это было все возможно с урок-деятельностной игрой только при признании ее полной бесполезности. Опять же, суждение о бесполезности игры, оно ведь тоже в рамке пользы. Смотря кто выставляет это понятие пользы. Для одного человека тех же самых обстоятельств польза, ну, как бы есть польза от того, что в ядре, а другого нет. Поэтому еще сверху я в рамку поставил субъект снизу и субъект сверху. Рамку дошли. Ну, а давайте разберем представление о бесполезности. Итак, если мы выставляем рамку пользы,
да, то можем формировать суждение о бесполезности. Что значит бесполезность таких в рамке пользы, да, и каким образом появляется в рамке пользы бесполезность? Ну, там вообще Как неполезность, потеря времени. Это Неполезность. Невозможность употребить, скорее, обуздать. Ну, Что не влезло, то бесполезно. Чего? Что в рамку не влезло, то бесполезно. То, что в рамку не влезло, оно как бы и не существует. Да, но не бесполезно. Бесполезное тоже в этой рамке. Да. Потому что это рамка пользы. Там может быть как то, так и другое. это скорее как, ну вот есть типа полезный работник, да, он как бы типа дает гарантированный там урожай и так далее. А есть такой, что иногда забухает, а иногда там и нормально поработает. И вот признать его как бы полезность не получается, потому что он типа, ну как это, феноменально, ну, неупотребим. То есть он настолько как бы... нет, так его польза может быть в том, что он забухал, потому что иначе бы он навредил. Это нужно как бы... А кому польза? Еще раз, в чем вопрос был Который ваш, вопрос. на который все отвечают? Ну, смотрите, значит, мы тут Евген несколько раз пытался увильнуть от решения задачи. Ну, например, как увиливание строится. Вот я рисовал стрелку, да? А он ее развернуть хочет. Но в принципе ведь можно любую рамочно-ядерную конструкцию, раз тут два элемента, да, рассмотреть в взаимообратных направлениях. Да? И там появляются некие вот эти вот суждения. Либо ядро расширяется, каким-то образом заполняя пустое пространство, образованное рамкой для нас, да? Либо мы выставляем промежуточные рамки. И Евгену потребовалось, потому что польза, вот вообще рамочные вещи все, да, про них ничего сказать нельзя, путного, по крайней мере, да. Их можно использовать как предикаты для говорения про ядро, а про них мы ничего не говорим. Помните дерево порфирия, я вам рассказывал? Рассказываю. Ну, где-то рассказывал, где-то не рассказывал. Это философ Порфирий, где-то 5 век уже нашей эры, да, он, развивая идеи Аристотеля, придумал дерево Порфирия такое. Дерево Порфирия, в котором как бы есть какие-то базовые понятия, да, категории, и есть понятие высокого порядка. Ну, понятно, например, что, там, скажем, атмосфера больше кислорода. Да? Ну, и что-нибудь такое. Газ, как понятие большего объема, чем тот же кислород. Да? Вот, объем, работая с объемом и содержателем понятий, вот Порфирий выстраивает такое дерево и говорит, а есть между понятиями такая штука. Некие понятия сказываются про другие. При этом про сами понятия, про которые идет речь, они остаются непроговоренными. Да? Ну, например, мы говорим, там, скажем, вот это брюнет, это блондин. Да? Что такое блондин и брюнет, остается для нас как бы непроговоренным, но то, что мы про Володю сказали, что он там блондин, это уже про него сказано. Про блондина при этом, блондин это Сташкевич. Это ведь неправда, да? Ну, то есть, бегает там шарик. Говорит, вот собака, вот шарик, да? Шарик собака. Про шарика можно сказать, что он собака, это будет правда. Да? Если мы скажем, что такое собака? Это шарик. Но это же неправда. Потому что еще жучка, там, внучка и так далее, да? Поэтому и конкретные вещи, имена, например, шарик или жучка, они здесь. А вот собака где-то выше, да? А что самым высоким понятием является? Бытие. Ну да, не Бог, а бытие. Да? Бытие, то есть или нет. Про все мы можем сказать, оно есть или нет, существует, не существует, да? Бытийствует, не бытийствует. А про бытие само ничего сказать не можем. Некоторые книжки пишут.
особенно про небытие. Ну, поэтому я считаю всю метафизику глупостью, вслед за Порфирием. Такая про небытие, можно сказать, только в рамках бытия. Читайте Кудович. Да. А также Хайдеггера, Сартра Да. и всех этих идиотских поэтов-метафизиков. Да? Но вот и как бы в дереве Порфирия есть верх, а внизу там множество частных имен, да? Конкретных имен. Отлично. Итак, когда мы движемся от игры к рамке, да? Ну каким образом? Когда мы говорим, ага, там, скажем, игра может быть полезна, потому что она развивает мелкую моторику. Или там, абстрактное мышление. Или, ну я не знаю, что еще, как бы, любую. Все, развивай культуру. Тогда мы Игра — это задумаемся. основа Вот развития интересно, культуры, вот сказала. интересно. А вот это что за фигня вся? Мелкая моторика. Мы же как бы обманули себя, да? Сказав, вот эта игра в кубике там, или не знаю, в бисер, да, развивает мелкую моторику. С чего вы взяли, что мелкая моторика полезна? Например, это самое, стучание в бубен вызывает дождь. Отлично, мы нашли прагматическое, полезное объяснение стучанию в бубен, да, шаманству, да? Отлично. А с чего мы взяли, что дождь полезен? И тут, когда Евген, увиливая от поставленной задачи, пытался двигаться в обратном направлении, сбежать от нее, как бы, да, он двигался и говорит, а мне нужны другие рамки, мне ни хрена с пользой непонятно. И тогда просил... А? Ну, конечно. И он просил еще одну рамку, субъектность. Вот если бы мы ввели рамку субъектности, ему стало гораздо понятнее, там, и так далее, да? Ну, потому что кому-то полезен дождь, а кому-то не полезен. А сама польза все равно уж ускользает, знаете? Как мелкая моторика. О, блин, мы поняли, полезную штуку. Но только потом задуматься, а давайте возьмем мелкую моторику в рамке полезности. А? И начинается заполнение пространства. То есть вот первоначальная рамка, это что такое? Это рамка. Да? Вот картина в рамке может быть. Телевизор в рамке. Рамка, да, задает и так далее. Видели такую карикатуру про рамку? Когда как бы на экране телевизора некто ножом да, тычет в кого-то там, да? Потом камера отъезжает, и выясняется, что это не нож, а там кусок ноги. Видели такое, как бы, да? То есть, меняя рамки, как эти режиссеры делают, Монтаж. да? Меняя эти самые, сдвигая рамки, мы можем менять смысл картинки, да? Отлично. Так вот, рамка задает пустое пространство. Здесь я рисовал просто функциональное пустое место. Как только у нас рамка появляется, это уже не просто функциональное место пустое. Это уже рамка, потому что рамка сама по себе имеет имя. Ну, например, в нашем случае это польза, да? И мы тогда понимаем, что бы ни положили в ядро, да, оно может потом разрастаться. Мы что-то говорим про это, и оно растет, и в объеме растет, и в содержании растет, да? Отлично. Тогда давайте с мелкой моторикой уже разберемся, потому что все остальное то же самое будет, да? Итак, с чего мы взяли, что мелкая моторика полезна? Номинативно. Номинативно? Не, ну даже что нервный. А абстрактное мышление зачем развивать, играя в шахматы? Или изучая математику? Выживание. Или Выживание. Ну, а выживание чем полезно? Все в рамках представления о развитии человека. Да, культурный Психологических, например, Это как представлений. про лес и парк. Дисциплинарных психологических представлений. Все это очень Это полезно. парк то же самое. Про мелкую моторику, да? Конечно. Чего про Да. мелкую моторику? Ну, Там эти бегают, ну и так далее. Нейроны там. Все бесполезно. Так А развитие человек полезно. выставляет эту рамку полезности. Ну вот мы же и понимаем теперь, как только мы начинаем эту эскалацию, да, то все, что бы мы здесь не сказали про полезность, про рамку саму, мы ничего понять не можем.
Мы только предлагаем для чего-нибудь изначально нами полезного, да? Ну, в смысле, не имеющего пользы. Да? Придумываем чего-то, объявляя это пригодным для этого. И тогда, значит, пользу можно в рамке там уже каким-то образом, да, разложить на какие-то составляющие. Пространство вот это заполнять. Мы можем его заполнить ядерными вещами. Всему, что попадет в это пустое пространство, приписать пользу. Как только мы устанем от этого и поймем, что это все придумки из рамочных конструкций, мы должны будем организовать само пространство внутри. И, например, там у нас появляются другие тогда какие-то штуки. Ну, например, то, что способствует достижению цели, то полезно. Ага, значит, у нас появляется категория цели. Например. Ну, или что-нибудь еще. Для чего нужна мелкая моторика? Речь. С чего ты взял? Ну, что-то как Ну, там... психологи так помогут. Ну, да, типа связано с Нейрофизиолог. мозгом. Ясно, что ничего не ясно. просто девочка на выданье. Надо готовить себе предание. Приданное. Вышивать. Надо вышивать. А как без мелкой моторики будешь вышивать? Ну, Владимир Владимирович, ничего, да, в общем, особенно из вашего последнего, в общем, ничего не понятно. Педагогическую рамку. Да, абсолютно. Это вот сейчас все к чему? Сложная категория пользы. Я так понимаю, что, как, собственно, задача была попробовать и потренироваться, рассуждать, ну, как бы меняя рамки и ядра. Нет, это еще мы дойдем до меняния. Нет, мы не дойдем. Нет, мы как бы мы не дойдем до меняния, хотя бы потому, что у нас пока, в общем, практически не пройдено, практически не пройдено умение, ну, там, выказывать некое содержание в определенных рамках. Согласен с тобой. Хорошо. А вы все усложняете конструкцию, объясняете там заполнение, еще чего-то. Да, согласен с тобой. Примите меня, педагог. Не могу я развивать у вас мелкую моторику. Давайте попробуем на другом примере. Пока то же самое. Вот дошли до этого момента, да? Давайте возьмем другую пару. В педагогических рамках. Ну, чтобы, может быть, лучше сосредоточиться и понять. Категориальную пару, вот эту другую. Да. Не игра польза, а история веда, да. И знание, история. Да. И права человека и культура. Я могу попробовать, но я тоже пока плохо понимаю. Ну, давай. Так давайте попробуем не обсуждать сами рамки ядра, а сделать высказывание. Да, и не увидеть. Сделать высказывание в определенных рамках. Ну вот у нас есть права человека в рамках культуры. Ну, как мне кажется, я бы сказала, что там права человека возникли после Второй мировой войны, так как люди пришли к мнению, что не очень здорово воевать между собой, убивать друг друга. То есть давайте-ка мы придумаем какие-то правила, по которым нам будет удобнее жить. То есть, и потом начинают эти права человека как бы повторяться, реплицироваться в культуре. То есть их начинают как бы воспроизводить разные страны, кто считает нужным. Ну вот как-то так. Я бы сказал, что с точки зрения культуры права человека это может быть как возможность, так и угроза. Ну, то есть для реализации каких-то норм это угроза, потому что права человека ограничивают какие-то нормы, да, которые могли реализовываться вполне успешно до этого, а некоторые нормы она поддерживает. Так, права человека не в рамках культуры вообще формируются, либо распространяются. Так они в рамках культуры и сформированы были, и потом распространяются, они становятся как бы нормой, типа, я бы так назвала. То есть такая искусственно придуманная норма, которая потом... Ну-ка, расскажите мне, как это
Они были сформированы в рамках культуры. Ты вот ты тоже знаешь проблемы. Подожди, не это самое. Ну ладно. Ну вот я примерно рассказала, как я понимаю, как они были Ну, сформированы. знаете, я с Евгеном не закончил одну мысль, которую как бы начал развивать. А потом остановился, мы пошли по другому пути. Знаете, катафатические и апофатические высказывания. Вот поскольку рамка, имя рамки, категория рамки, это то, про что про все сказывается внутри рамки, да, то про нее мы можем говорить негативным образом, чем не является рамка. Вот если ты говоришь, права человека в рамке культуры, а можно себе представить другую рамку, не являющуюся культурой, в которой права человека, например, обретают либо другой смысл, либо вообще теряют всякий смысл? Я пытаюсь. Ну так и тогда вот у меня, например, с моей исторической памятью размещение прав человека в рамку культуры, что это всегда там было, они там возникли, вызывает протест. Что-то вы странное сказали. Так, Вот из того, что я услышала, что Света сказала, да, если рассматривать права человека в рамке культуры, а если я правильно понимаю, имея в виду культуру как воспроизводящиеся нормы там, и так далее, она говорит, что в рамке, рассматривая права человека, мы можем сказать, что они появились в определенное время и как бы потом через трансляцию стали естественной частью нашей жизни. То есть Причем с перешли- определенной целью. Да? То есть- Да, появились в определенное время, искусственно были привнесены, а потом как бы стали естественной частью. Ну вот это из того, что я услышала. То есть стали культурой. Сначала они были Ну, не для искусственными, а всех потом они стран. стали культурой. я как сейчас помню, в эпоху английской революции права человека, о которых тогда впервые заговорили, выводились из природы. Ну, возможно, и что? То есть природа, естественное право противопоставлялось праве культурному. Праву культурному. Поэтому, когда мы берем права человека в рамку культуры, мы говорим, что другие рамки не схватывают прав человека. Ну, например, рамка природы. Права человека не являются естественными. Это конвенционально установленные нормы. Ну, в общем, Света про это и сказала. Ну, Света про это и сказала. Да. Но это не всегда так понималось. Это вот выглядит как вроде бы банальность, но для того, чтобы нам это понять, надо же Даже как-то- сейчас это не всегда понимается. Даже сейчас это не всегда понимается. Ну, поэтому, как бы, когда мы говорим рамочно, мы говорим осмысленные вещи. Ну, как бы тут надо понимать вот осмысленность как не банальную какую-то вещь, да? Когда мы говорим безрамочно о тех же правах человека, мы чаще всего слышим безобразную, безрамочную фигню. Рамки делают осмысленными высказывания. Итак, какие могут быть другие рамки, в которых не надо рассматривать права человека? Вот вы опять, это самое. Играет. Это заход на некую методику. Чтобы, Нет. Вот понимаешь, какая штука? нет, нет. Это Еще играет раз, пользу. мы зачем осваиваем рамочные ядерные конструкции? Для того, чтобы выносить верное суждение. Чтобы вы, сволочи, когда будете говорить дальше, что-то делать, всегда это делали осмысленно, уверенно, да? И правильно. Правильно. Но, когда вы говорите банальности, вы не можете рассчитывать на уверенность. Ваше высказывание, что права человека возникли в рамке культуры, опровергается тезисом о естественности прав человека. И все, и вам некуда деваться.
Оно опровергается, действительно, но Ну, можно это, мне кажется, парировать тем, что раз люди договорились до прав человека, значит, они неестественны, не вытекают из природы. Конечно, в естественном мире ты не найдешь прав человека. и это вроде бы простая и нормальная как бы мысль, да? Но почему мы не можем принять тезис о естественности прав человека, если рассматриваем их в рамке культуры? Ну, потому что культура противоположна естественному, то есть противопоставляется. С одной стороны. Ну, еще, как бы, они не всегда эти вот права человека, собственно говоря, соблюдались. Соответственно, как они могут быть естественны, как мне кажется, если многие века они просто не выполнялись. Да не придуманы были недавно. Ну, предположим, что они не выполнялись права человека. И что? Теперь, когда мы признаем их культурными, они станут выполняться? Тоже не станут. Не понимаю, Ну, тогда куда давай вы- сама куда вы, действуй. ну, куда вы ведете? Не понять ваш вопрос. Не вопрос, не ход. То есть Чего тебе непонятно? то, что не в культуре, то не в Я от балды Ну, на прошлом занятии придумал пару. да, Права человека и культуры. да. Да? А теперь говорите. Все что- совсем можно связать. Да. И эту связь нам нужно эксплицировать, вытащить. Умение связывать. Подождите, вещи. рамочно-ядерная конструкция это не просто связь. Конечно, не просто. И Ну, это а определенная. в чем ее непростота? Нет, определенного рода связь. То есть мы ничего не говорим о культуре, но здесь говорим о правах человека в рамках культуры. Так давайте разбираться с этим. Чтобы разбираться, нужно как бы представить себе нечто иное. Нечто иное, с чем мы Другую сравниваем. рамку, А? да, другую рамку, некую, Ну, например, другую в рамку. которой права человека принимают противоположный смысл, да, или Да. Природа. И теперь принцип. Права человека – это культурная норма. Нет, утверждается из этой рамки. Права Это человека естественное. естественного происхождения и неотъемлемая да, часть. никогда не устанавливается. Это не норма какая-то, придуманная людьми. Они есть, всегда были, всегда существовать будут. А то, что люди их нарушают, ну так елки-палки. Ну, волки жрут зайцев. Плохо. Ну, тут вопрос просто, как тогда оспаривать, например, это суждение. Ну, на протяжении истории люди придумывали какие-то позиции, по которым они могли договориться, там, не знаю, там, заповеди Божьи или еще что-то, сейчас права человека. Ось тут атрымоўваецца, ну, што у любым же выказванні ёсць як бы ну, рамка прагматыкі. Так. С чего это вдруг? Ну, то бок мы ж С чего это, Илья? як мінімум для того, каб як бы нас зразумелі, ці мы нешта хацім сказаць, Приросла рамка. Да. Полностью висела и все. Владимир Владимирович, подождите, а в чем это как бы был смысл вот этого вашего коммуникативного действия? Вот одна рамка, как бы вторая рамка. То есть то, что одно и то же ядро в разных рамках, то есть что вы конфликт хотели показать или что? Вот это мне непонятно. Владимир Владимирович, подождите, я это сам. В примере Евгения вы говорите, что в рамке польза об игре первое, что можно, и чуть ли не единственное, что можно сказать, что она бесполезна. Так вот, в рамке природы, про права человека, можно сказать, что они не природа. И все. И как бы это не является как бы невозможно спорить. Это правильная рамка или это правильная рамка? Ну, глупее. Ну, нет. Можно спорить не про что, про правильность рамки. Можно попытаться найти Так мы же природное, про но права человека говорить, а не Ну, про... коллеги, понимаете, какая штука? Вот когда выходит Света и говорит, права человека возникли
как норма в культуре. Да? Каков статус этого высказывания? Ну, это можно проверить из чего-либо истории. Ага, то есть это научное высказывание, которое может быть верифицировано или Историческая фальсифицировано. предметность, Ну да. да. Да ну нафиг, ну ребята, вы как бы совсем уже Что совсем сбрендили. Почему? Ну потому что только природное высказывание можно таким образом верифицировать, или если это они проверяемы, значит они подлежат, естественно, научному обсуждению. И тогда утверждение о том, что права человека в культуре, вы сами себе опровергаете. Можете уточнить, я вот, ну, различные ведь, как это сказать, культурные события, они ведь записаны в учебнике истории, и они же не Слушай, в природные. учебниках истории много чего записано. Да, можно и самому написать. Да, можно самому написать, и вранья там полным-полно, там, и так далее. И мы знаем, что учебники истории надо переписывать. Да? Вот, скажите, а как это переписать историю? Итак, сейчас про права человека в рамке культуры мы еще будем говорить. Мы сейчас пытаемся понять смысл рамочно-ядерных конструкций и их употребления. Я вам говорил, что это сложная штука. Как это делать, я не знаю, но вы должны понимать. Итак, высказывание Светы про то, что права человека возникают в культуре, должно нами пониматься не как метафизическое высказывание, что так есть, было и будет, а как рамочно-ядерное высказывание, то есть онтологического порядка. Рамки методологи позаимствовали у Гуссерля в феноменологии. Гуссерль наполнил онтологию другим смыслом, не метафизическим смыслом. Метафизику похоронил Гегель, да? А Гуссерль реанимировал рассуждения, которые раньше велись в метафизическом разрезе, в метафизическом ракурсе, да, как онтологические. То есть мы говорим про права человека в рамке культуры. И делать метафизические высказывания, как Михаил Боярин, это есть то и так далее, нам недопустимо. А как тогда можно сказать? То есть мы говорим просто... Мы говорим про то, что да, нам известна версия про то, что права человека имеют природное происхождение. Но эта версия нам нравится больше. Нет, а мы рассматриваем права человека в рамке культуры. Поэтому все вот это к делу не относится. Это какие-то другие права. Какие-то другие. И от того, что они называются одинаково, мы не должны ни в коем случае их отождествлять. А иначе у вас будет метафизическое бадание, которое не имеет ни результата, ничего. Одни будут говорить, это от природы, другие говорят, нет, в культуре сформировано. То есть, другими словами, вот вы хотите сказать, что для вот, рамочно-ядерного такого утверждения, кроме рамки, нужна как бы еще не рамка, да, или какая-то там неправильная рамка. Или, да, всякий раз, как рамка. только вы вырезаете рамку, рамка вырезает часть мира. Еще раз. Да? Калибровка, масштаб. Нет, я про другое. Я хочу сказать про другое. Это вырезает, это понятно, это вот это синенькое, да? Это как с английским клубом, да? Не знаю про английский клуб. Пока Ну, в который там хожу и в который не хожу, ну да? То есть да. есть рамка, которая синяя, которая вырезает там, и есть которая правильная, которая тоже вырезает, и есть которая красная, которая тоже вырезает, но не то. Да. Так, то Но есть... теперь смотри, еще раз. Для того, чтобы высказывание о том, что права человека возникают в культуре и являются культурной нормой, чтобы это высказывание было осмысленным, нужно снять с него метафизический характер этого высказывания. Чтобы его снять, метафизический характер этого высказывания, культура должна быть положена как рамка, да, не просто сказываться про права человека, а именно осознаваться как рамка,
отличные от других рамок. Когда мы говорили про рамку пользы, вот почему я остановился, наверное, зря тогда остановился, потому что рамка, например, красоты, я пытался на примере с ботинками ее ввести, она противоречит рамке пользы. И в этом смысле идиотизм большевиков, которые рассматривали классическую музыку с точки зрения повышения производительности труда, например. Да? И ругали Шостаковича за то, что сумбур вместо музыки, его музыка не способствует, понимаешь, производительности труда. Совсем другая штука. А что ей противостоит? Ей противостоит тезис искусства об искусстве, для искусства. Например, когда говорится, не, ребята, не путайте пользу и красоту, например. Даже добро с пользой нельзя путать. Справедливость нельзя путать с пользой. И другие рамки существуют. Вот для прав человека, наверное, набор рамок, в которых мы можем это обсуждать, он другой и более узкий. Да? Мы можем обсуждать права человека в рамке культуры, в рамке природы, какой еще? В рамке политики. В рамке Бога, в рамке политики. Там, и так далее. Ну, кстати, да, но это уже будет как бы тогда рамки, иерархия рамок, да? Истории. Но мне важно было здесь подчеркнуть, да, вот это обстоятельство. Вот это, сказанное Светланой, да, что права человека возникают в культуре, имеют культурную природу, да, культурный характер, не метафизическое высказывание. Метафизические высказывания как раз звучали иначе, ну, что права человека имеют природное происхождение. Более того, древние греки, вот, ну что такое норма, да, в культуре? То, о чем договариваются. Видите, договорились сегодня так, завтра по-другому. Да? Сегодня договорились, что геи имеют право быть геями. А завтра пересмотрели нахрен, как бы, и все. Потом договариваемся. Ну, так имеют геи право. Тут зараз такой ислам, что мы нашу... А что вы думали, интересно, блин, лепить горбуху всякую, блин, да? Это можно, безрамочную. Блин, терпеть не могу этих защитников прав человека. Все безрамочные козлы. Ну несут ахинею какой-то, да? Да еще, блин, детей бедных, безграмотных совершенно этому научат. И потом носятся по Минску и по всей Европе люди с правами человека в заднице, блин. Метафизически суя их куда попало. И с Лукашенко в этом смысле никак договориться не могут. Потому что они думают, что они, блин, естественны, эти права. Метафизически естественны, в метафизике. А в метафизике как это звучит? Да? Древние греки различали метафизику каким образом? То, что по природе, оно есть. А вот то, что по конвенции, во мнении, на то обращать внимание не надо. Поэтому, если права человека по конвенции или во мнении, то это херня. Поэтому Лукашенко может вас всех послать с вашим мнением. Это ваше европейское дебильное мнение. А у нас смертная казнь, там никаких однополых браков вам, блин. И у нас другое мнение. Они носят рекомендации. Тем более, да. Не могут быть заграничны. У нас вот тут рефлексия. Ну, у меня такая просто еще, что наша навчальная рамка, она переполняється змістом, і це якби... От я зараз гляжу на это, там, супротивление синего и червоного, да? И что я казав там про методику, але Тетяна мені якби сказала, що ні, тобто це якби конкретний ход, тобто який можна примінити для любої рамки і треба примінити, чи це просто ми зараз конкретно ситуацію розбиральництва прав чоловіка і культури його так примінили. Ну, ось що не важливо. З'явлення червоної рамки, так? Так, тобто це якби ход, який треба приміняти кожен раз, і чи можна кожен раз. Що? Все-таки, ми розбираємося, що чого доїдеться, і все це цікаво, але все-таки
ну, как научиться в этом користаться, я хочу зрозуміти, якби, Да, вообще. да, это кожный раз. Там не обязательно всегда называть это, да, но мы всякий раз должны понимать, что как только мы выбираем нечто для обсуждения, а осмысленное обсуждение мы можем ввести только в определенные рамки, мы знаем о множественности рамок, поэтому понимаем, что много чего остается за рамками. За рамками. Но зато внутри рамок мы можем вести осмысленное обсуждение, не метафизическое, не претендуя на метафизическую истину, да? Что мир встает на 3 китах, там и это самое. Тобто фактично можна так сказати, що показування на прикладі того, що у некой іншій рамці однолько называемая речь может иметь некий інший сенс, Да. мы доказываем, что наше суждение Нет. не метафизично. Теперь смотри, особенно это относится к правам человека. Что нет? Мы обосновываем свое право выносить те суждения, которые мы будем выносить. И эти суждения претендуют на строгость, дисциплинированность и даже, если хотите, на истинность. Так а чем это право нам дает? Ну, да, чему нам введение некой там іншої рамки поміщення туди однолько називаємого об'єкта з іншим змістом дає нам це право? Так, еще раз. Евген спрашивает, зачем вы вот эту красную хрень перерисовали на доске? Потому Нет, что Евген спрашивает, ее нужно обязательно рисовать каждый раз? Или она просто здесь служит для какой-то частной Владимир, цели? следите за ситуацией. Итак, Света нарисовала рамку и ядро. И сказала, что такое. После этого начались вопросы. Света в ответ на эти вопросы с удивлением говорит. Так, права человека возникают в культуре, как иначе. И что она этом робить? Робить метафизичное выказывание. Она делает в этом смысле следующее. Да? Она объявляет догму, что только так и есть, и иначе быть не может. Это вызывает, ну, у меня лично сильный протест. Я думаю, что подсознательно у очень многих людей будет протест. Приходит догматик и объявляет права человека вообще вот, и так далее. Поэтому, чтобы мне дальше работать, разворачивать эту мысль, защищать ее, да, нужно признать, что у нас есть другие рамки, соответственно, другое понятие, представление, которое ко мне не имеет никакого отношения. Я выгораживаю себе право рассуждать, анализировать, предлагать, защищать те же права человека дурацкие и так далее. Да? Или я впадаю в метафизический спор. Так мы, смотрите, как это декомпозировать этот ход. Мы показываем, что про это же самое можно говорить в інших рамках. Нельзя делать метафизические заключения, когда ты... Да, это не про нельзя, это про то, что мы повинны сказать, что мы повинны показать, что наше выказывание не догматичное, а метафизичное. Да. И это мы робим таким чином, что показываем, что это ж можно показать в іншу рамку. Тим чином доказуємо, що можна так, это може робити в іншій рамці, але ми этого не будемо. Да. Ну, просто И это, в принципе, треба кожен раз по-нормальному И робити. мы показываем, между прочим, свою квалификацию, да? Что для нас не является открытием права человека в природные рамки. Мы это знаем, но нас это мало волнует. Мы работаем вот в этой рамке. И при этом нам, в принципе, хапає одної рамки. Нам не треба там прилічити всі машини, які Нет, почему? Это зависит от наших задач и целей, которые мы решаем. От целей, которые мы решаем. Нет, перелічити всі машини не треба. Конечно. А вот, тут возникає приклеєна рамка мети, яку я казав. Да, не пользы. Ну, да, так я же сказал. Не, ну, про конечно, меты. выставление рамки связано с самоопределением. Конечно. Это, ну да, конечно. Ну, вот. Подожди, это же не польза. Это самоопределение. Я не сказал про пользу. Когда я выхожу на доклад на конференции или в игру деятельностную, да, я всегда работаю с многорамочными конструкциями. Одной рамки достаточно для школярских упражнений. Ну, чем мы сейчас занимаемся. Да? У нас школа, школярская. И тут мы имеем дело с упрощенными штуками. Одна рамка, одно ядро. Да? Чтобы научиться это делать, потом будем выходить на многорамочные конструкции.
Это сложно. Чем больше рамок, тем сложнее. Но, как бы, да, для серьезных вещей надо как бы иметь несколько рамок всегда. Да? И еще их удерживать надо, контролировать, не допускать безрамочных высказываний. А когда мы имеем несколько рамок, да, путаясь между ними, мы еще и допускаем кучу безрамочного всего, всей фигни. Я когда-то, когда учился этому, считал. И у меня так рекорд, собственно, 13 рамок. Я могу удерживать. Мог. Сейчас вряд ли. Смогу. Да? Мог когда-то вот в игре удерживать 13 рамок. Но вообще, дай бог, 3-4. Это хорошо. Но научиться надо на одном. Но при этом не отрицать других. Потому что если есть рамка, значит что-то за пределами рамки остается. Что за пределами рамки? Другие рамочные, в том числе, вещи. Другие рамки должны признаваться. Если мы этого не признаем, мы становимся наивными. Как это? Блин, как это? Как мне это самое, знаете, вот примеры, да? На выборах, когда я участвовал, выхожу на предвыборном собрании, рассказываю про то, что нам Республика Беларусь должна быть независима от России, что союз с Россией нам во вред. После этого идем с человеком из Славянского собора Белая Русь. До остановки он меня проводит и начинает рассуждать: союз это хорошо, все страны дружат, между собой союзы заключают и так далее. Почему вы говорите про то, что с Россией не надо союз? Ну, я ему рассказываю немножко про историю. Там, он вспоминает, да, это было. После этого разговора: так что нам теперь в союз Святого вступать? Я говорю: ну, почему? Вы можете помыслить хотя бы без союза чего-нибудь, как самостоятельную штуку. Сначала давайте помыслим себя как самостоятельную штуку, без союза. Мы еще это не рассказали. Ну, конечно. Да. Понимаете? И для него такое открытие. То есть, союз, то вот эти все вещи, для него единственная рамка. Он ее не осознает. Как только в разговоре, в коммуникации доведено до сознания, у человека растерянность. А как это? Так а что вы декомпозируете раз приклад з гэтым чуваком з Беларусі? Что вы зробили? У него была рамка. Он ее не осознавал. Да, он не осознавал рамку союза там, на все, а вы ему, как вы разбурили эту рамку? Просто расширили. Нет, он не мыслил Беларусь вне России. Это зрозуміло. Да, А який ви примінили ход, там, риторичний? Я немножко рассказал историю просто. Сколько? Вы рассказали историю, и из этой истории как бы рамка от этого не меняется. Нет, рамка от этого Ну, не так меняется. и где-то про это спрашивает. Он спрашивает, как человек, который рассуждает в одной единственной рамке, как предельной, да, как ему там раскачать его. Он про это спрашивает. Не все просто так просто. Итак, все, что мы обсуждаем, содержание, оно в ядре. Не, я зараз якби Ну, не про это. докладню. Я про конкретно якби мыслительный там риторичный Да заход. Еще раз, блин, еще раз я говорю, все, что мы говорим, все, что мы обсуждаем, оно в ядре, коллеги. Ну. Рамка – это высокого уровня рефлексивное отношение к тому, что мы говорим и мыслим. Большинство людей понятия не имеет о тех рамках, в которых они делают высказывания. Это зразумела. Так я кажу чисто инструментарную штуку. Ну, Да. зразумела, что так есть, допустим, на основе вашего опыта. Эту рамку убачить. Ну, приемчик хочет. Потому узнать. что он услышал от меня высказывание, с которым не мог не согласиться. Про это. А? Но Поза рамками вписывались, союза. но не которые были... Те в рамках Нет, союза. подождите. Союз, еще раз, рамка – это категория высокого порядка формализации и рефлексии, коммуникации, мыследеятельности и так далее. Ну, Да. вы Оно у меня есть, у него вообще никакой рамки. Не, ну Без представления. Вы же разумеете, что его есть рамка. И он ничего про это не ведает, не важно, но вы же некую працу робите. Вы разумеете, что есть чувак, у какого предельная рамка это союз. И он... Нет, у него нет рамки. Это я приписываю рамку союза. Прозанализ. Да, конечно. А у него в рамке, которую он не осознает, у него есть непротиворечивая картина ядра.
который он пересказывает слова там и так далее. Да? И в этой картине Беларусь не мыслится без России. Так что ясно-то? А Маскевич как бы... Вот Я дал ему картинку, в которой Беларусь без России мыслится. Да. Так а куда вы поместили? Вы дали картинку Содержание. Тоже антологии. той же антологии. Приходит грузин в роддом. Да? И начинает звать санитаров, там, где мой сын? Какой сын? У вас не сын родился. Не мальчик, а кто? Понимаете? Или вот, ладно, с этим чуваком, да? Про Дарвина слышали? Ну, был такой Дарвин, да? Вот он приходит и, таясь, пишет книжку про то, что человек произошло от обезьян. Да? Что это такое? И какую реакцию он вызвал в тогдашнем населении? Да? Как это? Ну как это? Как это вообще? Картина мира рушится, блин. Потому что все знают, человека создал Бог. Да? И тут вдруг, блин, не вмещается. Не вмещается в голову, в картину мира и так далее. Да? Им показывают, ну вот смотрите, вот зародыши, там, это самое, помесячно разложенные, вот там эти самые кости, вот там еще там. Не хватает переходного звена, но надо просто организовать палеонтологические эти самые там и так далее. Вот собачки. Вот видите, искусственный отбор. Вот эти самые вьюрки галапагосские. Вот там еще там и так далее. Да? Видите все? Да, видим. Так смотрите, вот значит человек таким же... Блин, а как же? И у людей рушится картина мира. До этого они знали слово Бог, читали там басни какие-то про это рассказывали. Не все Библию читали, но тем не менее, как бы, да? Они это все знают. И вдруг приходят и говорят, с этим они не могут не согласиться. Но мир рушится. Ну, блин, видите, ось, в чем у меня затруднение зараз? Чего я занудствую? Ви зараз накидаєте приклади, і мені треба провести індукцію і вивести некое агульне, якби, як з цим можна працювати. Не поможет. Индукция тебе не поможет. Ну, не знаю, так, ну, мені треба, ось, як історія, це зрозуміло. Як приклад, там, такой, рамочно-ядерных конструкций, в принципе, як-то так, что это про это зрозуміло. А ось як это повторить, не до конца зрозуміло, тому що не до конца я можу, все-таки, напомнити ці приклади, запихнути їх туди і сказати, тоді, коли я зробив то, там, ті Дарвін зробив то, ми там поклали туди, у тих було то і так далі. Тобто, ось, Что ты заработать хочешь? я хочу запихнуть этот приклад у рамочно-ядерной конструкции. Чтобы что? Как вы разумеете, этот приклад, и нечто больше, разумеете, не просто про рамочно-ядерное, а як з ними працювати. Тобто, як бути Дарвіном. Мне кажется, ты хочешь написать мануал, или как правильно? Ну, в некотором сенсе это мануал. Ну да, так мы зараз и на схемотехнике, это мы разбираемся с мануалом. Тобто мы учимся на своих прикладах, и по-нормальному, если ты повинен это привести, написать мануал, дайте. Чего не понимает, Женя? Да он все понимает, он хочет от вас технику. Да, он хочет, чтобы было по шагам расписано. Как сделать так, чтобы у человека такого-то появлялись рамки. Ну, да? И при этом идеале не просто... Ну, главное, что, понимаешь, Правильно ли я понимаю? Подожди, чтобы я тебя не понимаю, я прошу Водолазскую, чтобы она мне помогла понять тебя. Правильно ли я понимаю, что ядром рассуждения Евгена является не он сам, не его сознание, а кто-то другой, кому он должен поставить рамочную? Да. То есть для Евгена не является проблемой, что он умеет или не умеет работать с собственное мышление построить так, чтобы работать с рамочной ядерной конструкцией. Он уже хочет это, хорошо, а ты сначала сам научись. Нет, а чему я про это все кажу? Да. А чему? Это как рефлексия дидактической рамки. Потому что, коли шмат прикладів, це кльово. Але кльово, як ці приклади одразу можна було впихувати в рамки. Просто ви у той ситуації почали розказувати про... Понимаешь, Евген, на велосипеде учился же кататься, да?
Вот, Ну, вот можно посмотреть, один раз постоять, подержаться и попросить написать мануал, как учиться, а можно пробовать. ну от якби у мене криху інше виникло. Тобто, дивіться, Да, і ось ти ми, хочеш мануал. от ми зараз розібралися, і в принципі, ось там разом із Дімою Томліко, ось Еще ничего не разобрали. ні, ми розібралися ось з необхідністю введення інших рамок там для того, тобто ми там проробили эту працю, яку хотілося б, в принципі, приміняти до різних інших прикладів, як розуміти різні примінення рамок. Послушай, ну давай все-таки начнем, наверное, с того, с чего должно начинаться любое мышление. Ну, как исторически, генетически в нашей вот культуре, да, оно начиналось с двух вещей, которых никогда нельзя наблюдать и про которых никто ничего сказать толком не может. Это Бог и число. Вот скажи, пожалуйста, Бог есть? Я не присяду. Подожди. Ну, а в якої рамки? Сразу спрашивается. Ни в какой он рамках. Потому что если оказывается, все может быть ядром и рамкой. Вы не физически тут нам не забивайте рамки обязательно. Выражение безрамочное. Вот легко сказать, все может быть, все может быть. Да, придумайте рамку для Бога. Послушайте, ну рассуждать А вы про же Бога сами можно исторически. бытие, Бог есть? Отлично. Я и спрашиваю. Что я спрашиваю буквально? Да? Я спрашиваю про две категории самого высокого порядка. Да? Бог и бытие. Я спрашиваю, Бог есть? Можете приписать Богу предикат существования, бытия? Можемо, я ніколи не казався. Мы же ничего не можем сказать, он же наверху дерева. Ну, звездники, это... Хорошо. Бог, если есть, это все. Что может быть, если Бога нет? Это Бог. Вот теперь смотри. Если ты не можешь ответить на этот вопрос аналитически и логически, есть Бог или нет Бога, а апеллируешь только к устройству мира, ну, как верующий человек, например. Да? Ну, конечно, есть. И помыслить себе ничего другого нельзя. Есть и все тут. Да? И если человеку говорят, ну, как же, вот, он просто не понимает, о чем речь. Или считает того, кто это говорит, лжецом или непонимающим. Ну, то есть разговоры невозможно. Поэтому, если ты хочешь поговорить за Бога, надо положить что-то, что не есть Бог. Как бы это сказали, зараз я спробую зрозуміти, как я зрозумів склад. Кант, еще раз, Кант считал невозможным разговаривать на тему, есть ли Бог. Он называл это апорией. То есть Бог либо есть, либо его нету, не доказать, не обосновать. Это не представляется возможным, поэтому вести разговор о бытие и небытие таких высокого порядка категорий, как Бог, не имеет смысла. Ну или можно только тавтологически, ходить по кругу. Ну, Кант это сказал. Ну. И чем это может быть нам корисно? Мы с тобой живем через 250 лет после Канта. Да? Мы живем уже после Гегеля, после Гуссерля и после Методора, Московского методологического кружка. Я говорю, мы можем говорить про Бога. Мы не Кант, мы не люди начала просвещения, середины 18 века. Мы люди 21 века, поэтому мы можем вести разговор, осмысленный разговор о Боге. Если мы знаем, как устроен мир без Бога. То есть, говорит, Бог – это картина мира. Можем мы так сказать?
когда мы обсуждаем Бога, мы работаем в одной картине мира. Сменим картину мира, будем рассуждать без Бога. Так, я не знаю, попробую використати той же прийом, що і ви, і звернуся до Тетяни. А что мне Владимир зараз хочет рассказать, ну, как что отбылось со мной? Любой вопрос, заданный на уровне кантовского понимания мироустройства и мира, да, предполагал, что вопрос о бытии – это вопрос о мире. Мы же знаем, что вопрос о бытии – это вопрос о картине мира, в которой люди работают или не работают. Мы можем с тобой работать в картине мира, где Бог есть. Вы зараз углиб змісту дітей, Да, але я не зрозуміла, нам як непонятно, ви сюди к прийшли. чему это? Да. Это к чему? Вы понимаете разницу между миром и картиной Мы мира? понимаем, Владимир Владимирович, свяжите теперь эту разницу с предыдущим тактом. Ну, я и Вы на пытаюсь, что отвечаете? Я и пытаюсь. Итак, еще раз. Вы понимаете разницу между Да. миром и картиной мира? В чем разница? Потому что это мир и картина мира. Мир один, картина мира разные. Мир один, а картин мира может быть две. Да? 8. И когда мы помним, что всякое обсуждение того, что есть, существует, не существует, ведется в картине мира, мы либо неосмысленные идиоты, фанатики, которые понятия не имеют о том, что могут быть другие картины мира, и для них картина мира тождественна миру, и они могут жить только там, и говорить, и мыслить, и так далее. Так, соответственно, не могут с иномирниками, с инопланетянами разговаривать. Это вы все притягиваете... А помня, что картина мира есть, а если это картина мира, то их может быть две, как минимум, а может быть сотня там, и так далее. Но нам двух достаточно уже. Да? То тогда привлекать суждение из одной картины мира, где Бога нет, к тому, что мы с тобой обсуждаем в картине мира, где Бог есть головотяпство, глупость и вообще, блин. Да, это... Понятно? Конечно. Отлично. Если вы хотите вести осмысленный разговор в некой рамке, которую вы себе наметили, рамка дисциплинирует, да, нас, дисциплинирует и делает наши высказывания, наши суждения, нашу аналитику, осмысленный, рациональный, там, полноценный. Да? Если мы хотим продолжать в этой рамке что-то говорить про права человека, мы должны признать наличие других рамок, обязательно. Блин, И знать про них. Мы с этим уже уже разобрались. Ну, так а что? А там уже возник приклад про... Чекай, Евген, ты хочешь мануалку, тебе подобязные розповідають, а що Ні, ти докладно так хочеш? блін, ну, мануалка з різних, якби, не знаю, Що розділів, робити? з різних, як Тебе сказати, кажуть, признай чужую картину мира. Сразу? Нет, мне нужно подробнее. Мне стой, нужно один. я не про зміст зараз, не про зміст того, що каже, якби, Я а так само не є понимаю. мануал, там є різні, як сказати, заходи, там, Шаги дій. ну, допустим, да. И с этим мы разобрались. Потом Владимир рассказал про... Про мануал я не разобрался. Вы не разбирались по мануалу. Это Евген сидит, вместо того, чтобы тренироваться самому. Он составляет мануал. Из всего, что вы говорите, он себе мануал составляет. Пункт первый. Значит, нужно показать человеку, что есть разные картины мира. Да. Как это показать? Вот есть там примеры, вот это самое, то все. Объясните, как показать. Ну, вы не объясняете, ладно. Допустим, пункт первый, показать, что есть разные картины мира. Дальше Евген сидит и пишет дальше мануал. Дальше он второй пункт хочет разобраться. Я не знаю, зачем это нам. Но вот он упорно пытается выдавить из вас теперь второй пункт. А я ведусь просто. А, конечно. Нет, вы не ведете, вы на своем. Вообще, две параллельных вселенные. Один, значит, одно и то же рассказывает уже 5-й раз, только с разными примерами, а другой пытается из вас вытащить много. Но вы не ведетесь. Нет. И это очень похоже на мой доклад, который я делал на методологическом семинаре, когда вот контур употребления противоречит вот контуру изложения. Ну, да. Не, ну тебя-то я понимал, по крайней мере. Я сам выстроил рамки, в которых я тебя могу понимать и понимал. Как бы, я вообще... В конце мы вообще, по-моему, прекрасно все друг друга поняли. Вот А смотри, тут у вас вот смотри, параллельно нет. жизнь течет. Я не ставлю себе такой амбициозной задачи, как ты. Я гораздо скромнее.
Да. Я не знаю, как учить рамочные ядерные конструкции. Вот я и У меня нет мануала. я занимаюсь математикой. Евген, он как бы решил, не, учиться я, в общем, не буду, я лучше узнаю, как учиться. Да. Ну, Так а что ты меня спрашиваешь? Я-то не умею этого делать. Так, опять-таки, я не хочу доведаться, як вчитися. Да. Методом своим особливым спробую систематизовать себе, як мне это робить. Я тебе предлагаю Потому сесть на велосипед и попробовать. А я кажу, блин, ну, херовый вариант. Ушибся с первого раза. Ушибся с первого раза, поэтому теперь буду с мануалом по велосипеду ходить. Ну да, но нет. Так, а блин, а чего вы взяли, что это, блин, ровер, а не атомная станция? Нет, потому что смотри. Давайте, блин, поупражняемся, там, разгонять там Потому что урановые это стержни. человеческая практика. Ну ладно, а чему бы это не... Так, ну что еще? Я не знаю. Вот смотри. Правило, ну, это не про то. У нас категорическая какая-то разница. Да. Вот, например, я очень расстраиваюсь, злюсь порой в ситуации, когда возникают между мной и собеседником непонимания. Да? Понятно, первая реакция у меня Агрессивная. да, стулом по голове там дать, так далее. Понятно, в общем, естественное право. В рамках прав человека нет. Не плевать на права человека. Вот. Но у меня как бы есть установка, которую мне там от учителя передали, да, что говорить надо не так, чтобы тебя понять, а так, чтобы тебя не могли не понять. Чем вы занимаетесь? Да. Последние Легко сказать, да? Но не А получается. как это сделать? И в этом смысле... А мне кажется, это аутичная установка, которая вообще не берет собеседника во внимание и не выходит на диалог. Ну, в каком-то смысле да. В каком-то смысле да. Но я в этом смысле сейчас жалуюсь, как бы, да? Понимаете, вот когда на игре, которую там Анатолий Александрович Тюков проводил в Риге, мне было выдано право самому проводить игры, то на той же игре там другие люди в рефлексии назвали меня суперучащимся. Человеком, который учится. Да? Вот я не знаю, как учить рамочно-ядерную конструкцию. Несмотря на то, что когда мы с Таней обсуждали вот этот вот цикл школы, как бы, да, я говорю, что ну вот мы поработаем со Вы схемой. говорили, вот что я умею, так это учить рамочно-ядерную конструкцию. Поэтому я и злюсь. У меня был прецедент. Это-то я умею. Да, это где-то 94-й год, да, семинар первого АГТ. Мы работали с рамочной, так все гладко получалось. Но теперь с Альцгеймером нам тяжело, мы не можем вспомнить все вместе. Вот. Я думал, я приду, и все пойдет точно так же гладко, как тогда шло. Но тогда же не было Клишевича. С мануалом, Да. недописанным. Я, знаете, в книжном магазине книжку видел «Искусство схемотехники». Думаю, неужели вот такая обложка там вот это самое? Так ты хоть открыл, типа, боялся? Ты хоть открыл, типа, боялся? Открыл, а там про эти самые резисторы. Правильно все. Там, как бы, понимаешь, это как мы работаем с одним ядром и одной рамкой. Для того, чтобы научиться работать с многорамочными пространствами. Как бы, да? Но я этому учусь по ходу все время. Да? И поэтому кое-что узнаю, например, когда ты приходишь, встаешь у доски и там путаешься в показаниях, я думаю, ага, блин, я что-то понял, да? Потом, правда, не всегда довожу это до ума. Потом вспомнил, что надо было сказать про иные рамки, да, и это самое апофатически задать это пространство. Вот использовал сразу дидактический прием, который придумал на свете. А как там дальше, ну хрен его знает. Бой. Но что важно, да? Слушай, вот давай ты не будешь никого учить. Вот учись сам, действительно. На велосипеде ездить или еще что-нибудь, ну, строить рамочные ядерные конструкции, и юзать их там, и так далее. Да? А как только начинаешь вот так вот учить, то есть это самое, да, вот представлять себе матуал, как ты расскажешь другому. Ведь
ты это делаешь, мануал пишешь, на уровне того понимания, которое ты достиг на этот момент времени. А достиг ты, так скажем, не очень многого. Да? То есть и мануал у тебя примитивный получится. А нахрена тебе это надо? Ну, я могу как бы протягнути свого, тобто мануал не треба як в першу чергу для себе. А ось это заход, это просто... Ты извращенец, вот правда. То есть... Есть такой подход, то есть, ну, там... Он сам себя учит. Нет, да, не, я понимаю, что ему нужен не для другого, ему нужен для себя. Для меня это какое-то извращение, вообще полное. Вот, ну, есть... Слухайте, ну ладно, а ось ведь ладно. на гэты методологічны семінар увогуле якби тэма была перадача вопыту. Это не это сейчас схемотехника. Да, схемотехника. Ну вот как бы... Да. Это через четверг. Это, ну, я Регулярно ошибаюсь. вот как бы... Тоже рамки не держит, поэтому ну, все нормально. Как бы, почему это как бы извращение? То есть это было бы Вот очень как бы пригодилось бы. Я да, уже как бы сейчас всем потренируется и на следующий семинар как бы сделает доклад, Он передачу. сделает доклад, но про другое. Это не передача, это извлечение опыта. Вот. Я как бы не учу, а просто как бы, ну, Владимир Владимирович, как бы он про свои что разбирается, я как бы его куда-то там, а я еще хочу со своим разобраться. И тому как бы, когда я не разбираюсь, я могу идти забить и у неконического развития. Поэтому я не стучу тебя стулом по голове, что как бы я понимаю, что ты не просто имеешь право разбираться со своим, да, но это в общем, ну, как это, нам всем необходимо. Да? Поэтому я не берусь там учить вас по мануалу, инструкции и так далее. Более того, я утверждаю, что научиться пониманию, рефлексии, мышлению по инструкции нельзя. Инструкции могут быть в логике, но логика не есть мышление. Логика есть уже омертвленное мышление, которое как бы вот зааргументировано, и там все выводы, грубо говоря, предсказуемы. А нам надо учиться мышлению, пониманию, рефлексии. И вот дальше тут начинается следующее. Я-то утверждаю про себя, что я умею пользоваться рамочно-ядерными конструкциями. Умею. И поэтому обучение и передача опыта на этом основании, на основании этого моего убеждения становится возможным. Но возможно это не значит, что она будет актуализована. Я умею, но это очень сложное искусство. И как сложное искусство я не могу это передать в инструкции, в мануале. Я могу это сделать только таким образом, демонстрируя это в разговорах с вами, во взаимодействии. А вы можете это считать с меня. Считать с меня, с нашего взаимодействия. Он считывает. Нет, подожди, как он считывает? Он считывает это как инструкцию. А это не алгоритмизованное. Блин, вот я у себя как бы я беру какую. Но а я керуюсь такой, ну, в принципе, ну, штукой, что есть как бы такие 3 стадии овладания неким, не знаю, навыком. Ну, знаю, я это басня, да. Ну, вот как бы это про это. Ты проскакиваешь 2 шага, пытаясь сразу же сделать 3. Не, ну і може це про інші 3. Ну давай. Перше, це ти просто, ну, спробуєш це робити, якби, там, другое, це ти вже розумієш, як це там відбувається, ну, такі, кучей так, ну, осенсовуєш це, що як відбувається. Перше, ти просто робиш, смієш тримуватися, не тримуватися, но просто спробуєш, другое, це ти там переупаковуєш, ти розумієш, як все відбувається. А третє, ти можеш імпровізувати, якби, і вже ну, виходить там за рамки інструкції, які у тебе вже були. Навчить іншого. Ну, там это особая рамка, тут хочу якби про такую градацию твоих здольностей. Ну, и фактично для меня это, ну, навіть коли є інструкції, які зрозуміло не дають якби повноти використання рамочної конструкції, на основі їх, ну, знову таки, можна штурховуватися і спробувати намалювати іншу, всю остатню картину. Але гэта інструкція, це просто пункти, на які ти опираєшся. Ну да. А так, якби, коли ну, просто тренироваться, то это будет выглядеть так. Я нечто сказал, якби, мне дали по голове, якби, чи там нечто, да. и вот. И я якби про боль буду
Ну хотя... Не обязательно про зло. Сейчас может и получаться. Да, потому что... В принципе. Ну, вот когда меня мой приятель вводил, ну, сначала он как бы привез меня на игру, на первую, там я как бы уже обошел его, напрямую стал с Георгием Петровичем взаимодействовать, потому что приятеля до тела не очень-то пускали, но тем не менее приятель был гораздо более подготовлен. И когда я получал, как ты говоришь, по голове Георгия Петровича, уходил, зализывая раны, а он мне говорил, что ты хочешь? Да, вот, для того, чтобы учиться у Георгия Петровича, тебе надо быть на один шаг рефлексивнее его. То есть учиться у Щедровицкого мог только тот, кто на один шаг рефлексивнее его. И то же самое, когда я какое-то искусство освоил, и я могу его демонстрировать, то есть, чтобы тебе составить себе инструкцию, даже если тебе она крайне нужна там, да, в твоих схемах, в твоих представлениях, не спрашивай меня про это. Не спрашивай, потому что я про это ни хрена не знаю. Про что про это? Про инструкцию, про мануал, блин, Я про что ты спрашиваешь? инструкцию, это Татьяна каже про инструкцию. Я ж вам ничего не казав про инструкцию. Я просто вам задавав там питання, які якби і Подожди, ну, я разбирался в сам. рамках твоих вопросов я отвечаю, выясняется на что-то свое. Да? Ну, Он отвечает ответ неадекватным вопросом. Я не понимаю. Какой ответ? Вообще все вопросы Владимира Владимировича неадекватны твоим вопросом были. Ты что, не заметил? Еще раз. Все, что говорил Владимир Владимирович, Да. никак не соотносилось с твоими вопросами. Ты задавал один и тот же вопрос раз 5. Да, я то утрирую. Ну, так это проблема, это же проблема коммуникации. Только я хотел отримать конкретное питание на свое Ну так питание. он тебе говорит, я тебе ответа на твой вопрос дать не могу. Я не понял до сих пор, какой... Да, Вось, это не про немовчимость, а просто не то, что мне нет тормоза. Поэтому я не могу. Потому что это не является предметом его интереса. Ну вот, ну ты же... А что есть интерес как бы в рамках подожди, семинара еще раз. схемотехники? Ты можешь еще раз сказать вопрос, потому что я его не понял, пропустил Ой, нет, и забыл. я уже больше не могу. Вельми стисло без всякой воды. Вы рассказывали приклад с чуваком с собора Белой Руси, там, что вы там, поразмовляючи з ними, зрозуміли ситуацію, що вона складається таким чином, що у чувака есть всеобъемлющая рамка союзов. Нет, вот этого я не говорил. Это Татьяна сказала. Ну, то Я сказал про следующее, что Не когда... дойдет до вопроса, понимаете? Потому что вопрос его вдруг, ну вот, и сейчас в следующих 6-й раз Нет, ну не надо спрашивать меня про то, что я не говорил. Ладно, тогда я скажу просто, чому я все ще вертаюся до цього прикладу. Я хочу зрозуміти, що коли я потраплю в некую ситуацію, яка ідентична, що мені зробити, як, ну, ось, заиметь той же эффект. Как человек зрозумел, что якби не все... Поставить себе рамку. Себе. Рамка – это то, что мы выставляем себе, дисциплинируя, загоняя свое мышление в рациональную, дисциплинарную плоскость пространства. Ну... Сейчас ее спросят, а как себе поставить? Да нет, понятно, как себе. Да, понимаете, как вы до этого говорили, выбить рефлексив. А как его выбить Да рефлексив? нет, Татьяна, ты утрируешь. Себе это понятно, что треба поставить. А какие риторичные там, не знаю, прием применить как другая? Слушай, вот я никогда больше этого чувака не видел в жизни. Он меня не интересует. Учить я его точно не буду. Я и тебя-то не хочу учить. А уж его, блин, нет, дебилы вообще не интересуют. Он мне нужен был, как, понимаешь, я как тараканчик, его пойму, блин, ногу оторвал, смотрю, слышит еще что-то, оторвал все ноги, говорю, какие, блин, не, блин, понял, как бы, да, что у него уши в ногах. Так того, что вы просто зрозумели, что я как бы не здатный на какую коммуникацию, просто бракували его. Ти что? Да, там вообще... Ладно, коли принеси этот приклад на, не знаю, там, некую, там, ситуацію дійсну, де тобі треба розмовляти з таким чуваком, як ось цей чувак. І ти якби можеш на його забити, але не можеш, тому що тобі треба заручити якусь сумісну діяльність. Ну, буває. Ось. Я питаю, як зробити так, тому що ось у мене є свою рамку. Що мені треба зробити, щоб ця рамка була і у цього чувака?
то бок это фактично Проявите её. Не будет она у него. Никогда. То бок это, в принципе, фаталичность, ну, Нет, Да ты не нет можешь же. это сам. Да Ты нет можешь же. Ну, инсталлировать. сформулировать, ну, то есть сделать явной свою рамку. Мы обычно обсуждаем, даже имея там, в голове, будучи рефлексивными, да, там, работая рамочно, да, мы редко проговариваем эти рамки. Ну, потому что это было бы глупо проговаривать все это самое. Если у тебя есть ситуация коммуникации, ситуация там, необходимости договариваться, ты должен проявить, сделать явной ту рамку, в которой ты работаешь. А дальше вы можете либо договориться, что вы работаете в этой рамке или в какой-то другой рамке, либо нет. правильно я розумію, що фактично ось є такий приклад, ілюстрував, що є чувак, у якого там одна рамка, потім Владимир привів приклад іншої рамки, якоїсь там історичної тільки іншої, і чувак зрозумів, о, так оказывается, якби можна все-таки не союзом мыслить. Слушай, он ничего не понял. Ну ладно. Не, ну бывает такое, да. Ну, может, Я Теоретически привел человек пример, мог- я не должен с ним договариваться. Послушай, ну теоретически можно создать, ну не теоретически, а практически возникает ситуация, когда кого-то мы выбиваем рефлексию, или нас кто-то выбивает рефлексию, как бы, когда мы выстраиваем, мы понимаем собственные рамки. Да, такое бывает. И на это есть всякие разные приемчики. Ты можешь наблюдать у Мацкевича ряд приемчиков. Он посылает там нахер, например. Это не всегда работает. Не совсем. Там, или наоборот, там, если человек там разворачивает какую-нибудь, но это приемчики. Это не технология, это приемчики. Ну да. Что да? Ты хочешь список приемчиков или что? Мне у гэтых прыкладаў зразумець уявіць цэлую карціну. То бок, да, дзякуй, што мы з гэтым разабраліся і спадзяюся, што толькі мне было это, карысна. смотрите, опять же, рамки нужны тому, кто заинтересован в дисциплинированности своей. Да? Или это может быть коллектив там, и так далее. Да? Людей, заинтересованных в этом. Но выставлять кому-то рамки не надо. Ну, вот, калі паспрачацца, то бок, зноў-такі, мы ще выкарыстоўваем рамки ядерной конструкции для чего потенциально? Как разворачивать некую, там, допустим, супольное, допустим, мышление, значит, мышление, оно ж не может быть одинарное. Значит, мы возникаем, то есть нам треба вводить рамку супольную. И в этом некотором свете себе речь к тому, что вы кажете, что нам треба только своими рамками. Нет, ты не можешь другому выстроить рамку, ты можешь свою обнаружить, поднять рамку другого, принять рамку другого или предложить свою рамку. На встречность организуем. Я не могу тебе поставить рамки. Ну это вот примерно как вот, я пытаюсь Мацкевича загнать в рамку тренинга этого по схемотехнике, он никак. Ты тоже никак. Ну все втроем не могу. развлекаемся. То есть это то есть сам, Ну ты ж на своем стоишь. Это же не принциповая немощимость, это просто... Тем не менее, Конечно. ситуация длится, не заканчивается. Правильно? Так, ну, иначе мы еще можем прийти, это принциповое, мы можем прийти до огульной рамки. Ну, это не максимум. А просто Мы можем прийти при наличии на встречность. Желание, да, встречности. И вот здесь, скажем, и откуда берутся вот эти вот рамки, к которым мы можем прийти при наличии на встречность? Они, во-первых, это рамки иного субъекта. Это не твои рамки и не мои. Это наши рамки. И там, опять же, там дисциплина требует, что ситуация, задача, установки, такие вещи, из которых черпаются рамки. Поэтому рамки непроизвольны. Еще раз напоминаю, вот эта ситуация, которая у нас сейчас, учебная задача, произвольно, от балды, были назначены пары категорий, каждая из которых может быть превращена в рамку и так далее. Для чего? Для того, чтобы учиться. Учиться вместе. Я ж не это сам, как правильный учитель, я должен был бы себе сказать, ага, построю-ка я концепцию прав человека в рамке культуры, да, выстрою схему, потом принесу, дам ее вам и буду проверять по правильной составленности. Нет у меня правильной такой конструкции. Нету. Я прихожу и точно так же, как с вами, начинаю это обсуждать, как с чистого листа. Тем более, что я не знаю. Взяла бы Светлана права человека рамку, да, и так далее. Да? Поэтому мы в равных условиях здесь. И я никому не навязываю никаких рамок. Сказала Света, будет у нее рамка культуры.
Будет так и будет. Как бы я работаю дисциплинированно, я принимаю эти рамки от нее. Я от тебя принял эту рамку. Она мне глуповатой показалась с самого начала. Я бы все-таки обратную конструкцию, начинал бы с обратной конструкции. Хотя такая тоже возможна, но я понимаю ее ограниченность, потому что все полезные свойства игры есть придумки воспитателей от лени. Да? И я вообще к этому отношусь как, высосанный из пальца педагогики там, и всему этому. Здесь единственное, что требуется, дисциплинированно держаться в этих рамках. Вот в этой конструкции. Весь мир нам дан таким образом. Есть культура, есть права человека. Культура – это рамка, которая про права человека сказывается. Да? Все, что не попадает в эту рамку, должно быть нами куда-то отодвинуто. Отодвинуто. Большая часть всего, что говорится про права человека, не из этой рамки говорится. А это нормальная, хорошая рамка, в ней можно рассуждать. Ну да. Ладно, тогда раз стомились, продолжим в следующий раз. Я предложила бы все-таки пробовать Давайте, пожалуйста, да. тренинга, тогда как бы, в чем состоит Нет, задача? а как удержаться в рамках? Ну вот, я бы предложила все-таки, чем ты будешь следующий рассказывать, предложить ну, как бы, две версии. То есть, ну, достаточно развернутое высказывание о том, что, ну, не знаю, что я могу сказать об, там, что у вас было, истории, да? История и знания. Что я могу сказать об истории в рамках знания? И второй вариант, что я могу сказать о знании в рамках истории. Ну и какое-то развернутое, там, не одним предложением, а ну, развернутое суждение. Потом, ну то есть, и чтобы вместе, то есть два этих полагания, чтобы посмотреть, как это играет. Ну, все-таки потренироваться чуть-чуть. Мне кажется, это... Согласны? И может быть хотя бы по абзацу написать, а то у Евгена было на 10 секунд выступления, а я не дал. Ну, да. Вот Таня дело говорит. Понятно? Ну, я бы предложила там 3 минуты. Вот. Максимум. Максимум, а 2 минуты минимум. Не, ну то есть, чтобы это было развернуто, чтобы попытаться порассуждать в рамке. То есть да? это небольшой как бы доклад. Да, это доклад. То есть, собственно, когда ты обсуждаешь рамки, ты говоришь, что я могу сказать о правах человека в рамке Да, культуры. для меня было не совсем понятно, как Задача, это да. должно выглядеть. То есть тогда только можно... сейчас. От для мене так само, тому що ну, Ну, мені отлично. було, що нібито треба якби про саму Нет, не надо про конструкцию. розложити. Нужно про ядро в этой рамке. Ну, конечно, да. Ну, это достаточно длинное высказывание. И потом, ну, как бы наоборот, да, чтобы понять, в общем, и посмотреть, почувствовать, как рассуждать про одно и другое, ну, меняя их местами. Числа нам нужны для того, чтобы считать овец. Но овцы нам не нужны для того, чтобы числа... Учиться числа? Да ну. На яблоках? Овцы нужны так, чтобы Сейчас считать и уже выступать. век информации, на компьютерах надо, а не на улице. Ну что, все?